значит, по теме круглого стола. Еще в сентябре, в конце сентября месяца представитель немецкого языка. Вот. Но, естественно, общественная палата на такие предложения общественности она не реагировать не может, поэтому мы создали рабочую группу. У нас прошло 4 заседания. И в результате обсуждений мы пришли к выводу о том, что ограничиваться темой только бурятского языка это не совсем правильно. Почему? Потому что бурятский язык это следствие развития всего бурятского народа. Поэтому в связи с этим у нас появилась тема круглого стола, которая называется «Проблемы и стратегии развития бурятского народа». Кстати, эту тему нам предложил наш известный кинорежиссер Душенов Владимир Николаевич. Но сегодня, к сожалению, его нет, он в командировке в Москве находится. Вот. Но надеемся, что сегодняшним мероприятием у нас рассмотрение этих вопросов не закончится, поэтому у нас и в следующем году будут, так скажем, круглые столы, другие мероприятия, на которых мы уже более подробно, детально будем рассматривать все вопросы, которые сегодня у нас уже есть и которые возникнут в будущем. Вот. Поэтому я хочу сразу поблагодарить всех, кто сегодня на круглый стол пришел. Мы подготовили доклады. Вы в программе видите, что у нас 7 докладов подготовлено. Значит, программа круглого стола у вас у всех имеется. Порядок следующий. Сначала мы заслушаем всех докладчиков по очереди. Значит, после этого будем уже обсуждать по каждому докладу, можем задавать вопросы, обсуждать свои мнения, высказывать и так далее. Почему это сделано? После первого доклада, допустим, если возникнут какие-то вопросы, возможно, эти вопросы у вас снимутся в ходе выслушивания второго, третьего и прочих докладов. Поэтому и для ускорения процесса, значит, мы заслушаем всех докладчиков по очереди, а после этого будем уже обмениваться мнениями и обсуждать. Так, доклады у нас по времени порядка 10-15 минут предусмотрено, но и при обмене мнениями там уже 3-5 минут, значит, на доклад каждого выступающего. Такой порядок. Ну а сейчас хочу предоставить слово председателю Общественной палаты Республики Бурятия Бальжирову Баиру Павловичу. Вот, он сразу же поддержал наше предложение по проведению данного круглого стола, сам принял участие в 2 рабочих группах, первый и последний. Поэтому предоставляю слово. Национальная библиотека их включили болон. И когда я хала гумсвитину долларов это термей голда алын хана залгындым мана ейтин танкинде ерже егет сашингина осудунуда я болдил да клей и когда bude тему узылган болон бейтер узылганда хумукны кылыгыма ушижаван егет муноенде укы хун кылыгдыгын анын жунут намды бишете вайнагеше егет bude Саша опыдо на Виктор Борисович укы Саши узылгынуды умргоғын егеде бейхі байры кругованы Виктор Борисовичта ірі күнгімбіша ажыл яғала ору явула и мудухана ты бүгін таңды общественной палаты некин тарихимы решуну ажылқыда салим ему выгер ажылды кіржі бүгіді мана ешет ажыл тайвайны суловы девушка орынго сақта сулоте сақта красота олыжы ерет ажылай олынықым да нетің ажыл Екатерина Виктор Борисович темы иха ажыл я олын байын екатерина алын күнін ережі орынго уғықылы атына бері үшігер күшулы үшет илгеге орынго ханым жунулы из этого вытекают все эти доклады.
никого специально мы не звали, не заставляли. И действительно формирование вот этой программы произошло самым свободным общественным образом. То есть ни давления, ни поправления, ни поучения здесь не было. То, что мы сегодня вот выносим на ваше обсуждение, это есть вот именно истинно общественная возможности и общественные предложения, которые сегодня есть. Значит, я сказал также, сразу перевожу, высказывать большую признательность Левту Борисовичу за то, что он эту нелегкую работу с общественниками взял. Процесс у нас идет давно уже, и в начале октября прошел большой круглый стол в Национальной библиотеке. Так? Но, очевидно, была необходимость в том, чтобы этот процесс продолжить. И люди обратились к нам. Мы, конечно, приняли, у нас нет возможности не принимать кого-либо. Вот. И вот такой процесс у нас пошел. 23 октября было действительно большое собеседование. Мы зафиксировали все предложения. Но многие предложения, которые были высказаны устно, они не дошли до сегодняшнего дня, потому что их авторы, ну, как-то это не захотели продолжить это дело. Представляю себе, что эта тема очень у нас сложная. И я думаю, что нам придется встречаться не один раз. Вот. Вы видите проект резолюции. Да, здесь действительно было предложение, и я, в принципе, согласен, что, естественно согласен, что тема языка, она теснейшим образом связана с жизнью людей, состоянием народа. Вот. Поэтому эта тема, которую целый ряд авторов предложили, в частности, вот, Валерий Николаевич Дышенов и некоторые другие, я думаю, что она подлежит рассмотрению. Но все-таки для того, чтобы у нас как-то состоялся конструктивный разговор, мы сегодня сосредоточены, ну, вы видите, по набору докладов, все-таки речь идет больше о языке. В этом ничего страшного нет. И в то же время в проекте резолюции вы видите, ну, что упор сделан сегодня на совершенствовании механизмов управления процессом. Механизмов управления процессом. Мы все апеллируем к власти, говорим, вот давайте сделайте. В то же время вот, мы вносим вот такие предложения. Но это вытекает из того, что говорили люди. Вот, именно вот, как этот процесс начать. Существует масса деталей, которые очень важны, но охватить вот, проект резолюции сегодня просто не получилось. Не потому, что не хотели. Вот, и поэтому работал над резолюцией, можно сказать, все, внося свои предложения. Но конечную редакцию пришлось мне как бы приводить к тому виду, в котором сегодня существует. Так что право ругать только меня, пожалуйста. Мы готовы выслушать. Значит, и вносите, надо будет вносить предложения. Значит, вы видите основные положения резолюции. Это первое. Все-таки совершенствовать работу вот той комиссии при главе нашей республики, которая сегодня существует, она создана. И впервые вообще в истории эту комиссию возглавляет лично глава. Это серьезный орган. Но работа этого органа имеет большой потенциал его, так сказать, наращивать, улучшать там, и так далее. Что мы и предлагаем. Так что вы можете сейчас посмотреть и, естественно, в своих выступлениях выступить. Я хотел бы сказать, что помимо тех вот выступающих, которые сегодня записаны, желающих выступить, пожалуйста, пока выступают наши докладчики, вы сюда подавайте свои записки. Я думаю, что мы сейчас дадим слово нашим докладчикам. Баир Кашевич Балданов сделает информацию о состоянии институтов, у нас называется бурятского народа. Пожалуйста, Баир Кашевич.
Амулын углога амурманды, күндіті түкірік шыреді хаватық шыт. Етін кемой гышылт бірдімті двақшыныр олын еті. Мұны дәрімні түкірік шырекада екі ұтқышанықтай, күндігі ұтқышанықтай кеш отыртына ині сақты, ині күптір түру күйе тоқы сайло, заншылты ажықайға сахижа асырығын, оля дарытны қайышын кіжі саша көкжігі еғте бұғын, асодыл мана арыт заны олын етін ана екіті завалны кіжі күндігі күкірікте бәні. Бол үлітхіл кіжбәжі ехер намайныр мүнкі баға тегедені, ол үлітхілі күкіде мұнығы орыт күндер күканаты бәні. Тағын сағай тұршыды мүндігісіне намай санды, орят күндер яғла ядыса әмді тегет, олын замны туықын үркі бәйтлі, сағай үркі бәйтлер, түрі күйе үткі бәйбәні тегет, ұлтынды өйелғысты бәйхін толы орыт күндері, урневы күндері келіткі кейіне учебы. Уважаемые участники круглого стола, представляю вашему вниманию информацию по теме организации институтов бурятского народа. В нашем случае слово «институт» мы рассматриваем не только как определенный класс организации, но и как совокупность норм, правил и отношений в сферах деятельности, и как устойчивую форму организации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, и как обособленную группу юридических норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения внутри той или иной отрасли права или на их стыке. Теперь об институтах бурятского народа. Полагаю, вам известны все институты бурятского народа и бурятского языка, функционирующие на территории Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края и в других частях света. Потому, не вдаваясь в подробный анализ их профессиональной деятельности, мне лишь хочется напомнить вам о них. К институтам бурятского народа, безусловно, мы относим все ветви государственной власти Республики Бурятия, а также органы местного самоуправления, поскольку они осуществляют властные полномочия от имени и по поручению народа. Из исполнительных органов государственной власти в силу своих полномочий вопросами бурятского языка на сегодняшний день занимаются Министерство образования и науки Республики Бурятия. Это ведомство, определенное правительством Республики Бурятия, уполномоченным исполнительным органом государственной власти, ответственным за нормы литературного бурятского языка, а также состояние бурятского языка в самой большой отрасли социальной сферы. Администрация главы Республики Бурятия, правительство Республики Бурятия, это Комитет по межнациональным отношениям, Комитет по информационной политике, это высший орган, исполнительный орган государственной власти, который занимается языковой политикой. Министерство культуры Республики Бурятия, которое занимается в силу своих полномочий книгой, изданием, театрами, музеями, библиотеками и так далее, и осуществляет полномочия в сфере управления культурой. Комиссия по бурятскому языку при главе Республики Бурятия под его личным руководством. Органы местного самоуправления сельских поселений, муниципальных районов и городских округов, самая близкая к народу, а значит живому народному языку, властная структура. Религиозные организации буддистов и шаманистов, буддистская традиционная самха России, организации экономики, сельского хозяйства и промышленности, образовательные организации, Бурятский государственный университет имени Доржибанзарова, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Филиппова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, Иркутские и Забайкальские государственные университеты. Центры сохранения и развития бурятского языка в Бурятском госуниверситете имени Банзарова, Министерстве образования и науки Республики Бурятия, а также центр в городе Иркутск. Научные организации, Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Организации учреждений культуры, Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Цыганджапова, Государственный бурятский академический театр драмы имени Хацанамсараева, театр песни и танца Байкал, театр кукол Ульгыр, Национальный музей, Национальная библиотека, Национальный оркестр, Республиканский центр народного творчества Республики Бурятия, союзы писателей, художников и композиторов, народные коллективы, районные учреждения культуры. Средства массовой информации, издательства и типографии. Издательский дом Бурят-Дунем, который издает в течение 98 лет газету Бурят-Дунем и Бурятия, государственную газету на русском языке, журналы Байвал и Байкал, детский журнал Бурхашу. Государственная телерадиовещательная компания Бурятия, Иркутск, Чита, радиоканал Бурят-ФМ, газеты Толун, Агинский бурятский округ, газеты Усть-Ордын, Усть-Ордынский бурятский округ, региональные издательства и типографии.
общественные организации, межрегиональное общественное движение Всебурятская ассоциация развития культуры, Конгресс бурятского народа, который, к сожалению, прекратил свою деятельность, Ассоциация землячества этнической Бурятии. Возможно, я перечислил не все институты бурятского народа, но этот перечень можно дополнить. Однако я хотел бы сказать еще о том, что в сфере регулирования важнейшего вопроса, связанного с нашим родным языком, существует неплохая нормативно-правовая база. Согласно пункту 1 статьи 67 Конституции Республики Бурятия, государственными языками Республики Бурятия являются бурятский и русский языки. Закон Республики Бурятия от 10 июня 1992 года о языках народов Республики Бурятия регулирует и обеспечивает развитие и совершенствование бурятского литературного языка, его обогащение, развитие научно-технической, общественно-политической терминологии, создает условия для научного изучения бурятского языка и его диалектов. Закон Республики Бурятия о мерах поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия, согласно пункту 1 этого закона, в целях сохранения и развития поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия, органы власти принимают определенные меры в сферах своей компетенции, в том числе создают условия для функционирования бурятского языка на всей территории республики, способствуют укреплению и расширению социально-культурных функций бурятского языка. Несмотря на то, что я перечислил, на то, что все институты бурятского народа работают и функционируют, в современном мире бурятский народ и наш родной язык столкнулись с целым рядом сложнейших проблем, решение которых требует пристального внимания всего бурятского народа, органов государственной власти, местного самоуправления, общественных институтов. Принятие конкретных мер по стабилизации в управлении ситуацией, сохранению и дальнейшему развитию бурятского языка, имеющего статус государственного. Бурятский язык оказался на этом этапе в сложнейших условиях. Таким образом, мы все прекрасно знаем, что с 2018 года введена добровольность изучения детьми языков с учетом заявлений родителей и иных законных представителей. Сокращается, к сожалению, численность носителей бурятского языка, владеющих родным. Это настоящая жесткая проверка на прочность не только нашего родного языка, не столько родного языка, но и сколько нас с вами, его носителей. Отрадно, что в последние годы на территории этнической Бурятии наблюдается рост национального самосознания. Увеличилась потребность людей в знании родного языка, истории и культуры. Органы государственной власти республики предпринимают комплекс мер, способствующих сохранению и развитию бурятского языка. Реализуются государственные программы. Правительством республики рассмотрена и утверждена стратегия развития бурятского языка на период до 2030 года. Большой вклад в этот процесс внесло проведение объединяющих праздников Алтарвана Савалова, вещание радиоканалов Бурят ФМ, проведение конкурсов, грантов, акций по популяризации бурятского языка. Неоценима роль общественных организаций, работающих над распространением и популяризацией нашего языка и культуры. Большие дела и крупные проекты имеют и долгосрочный характер. Они реализуются на протяжении ряда лет. Хотелось бы остановиться на некоторых из них. В вопросе сохранения, изучения и развития бурятского языка важнейшую роль играет подготовка кадров. В свое время факультет бурятской филологии Бурятского госуниверситета был закрыт, а подготовка учителей бурятского языка была сведена к минимуму. Мы понимаем, что это в корне неправильно, поэтому третий год подряд из бюджета республики в рамках госпрограммы выделяются средства на подготовку учителей. Размещается республиканский государственный заказ в Бурятском госуниверситете. Если в 2017-2018 годах мы набирали по 10 студентов, то в нынешнем году эту цифру удвоили. Приняли 20 студентов. Соответственно, и финансирование увеличилось вдвое. В 2019 году удалось обновить большую часть школьных учебников по бурятскому языку. Для этого выделили 12,5 миллионов рублей дополнительно по инициативе главы Республики Бурятия Алексея Самбуловича Цыгенова. Это помимо ежегодных 3 миллионов рублей, которые предусматриваются в государственной программе. Итого в 2019 году выделено, и я еще раз повторяю, обновлен фонд учебников на 15,5 миллионов рублей. На прошлогоднем международном форуме бурятского языка глава Бурятии предложил обратить особое внимание обучению детей бурятскому языку и воспитанию в детских садах. Сегодня в 109 детских садах по всей республике созданы группы, в которых с утра до вечера дети общаются на родном языке. Поддерживаются конкурсы Хыхывым Мане Байлик, проводимые в Иволгинском Дацане буддийской традиционной Санхой России. С прошлого года за счет бюджета издаются словари говоров бурятского языка. Каждый год проводятся олимпиады, семинары. Конкурс профессионального мастерства Аким Бакшин обрел статус международного, перешагнул границы Бурятии. В прошлом году мы провели второй международный конкурс. Сегодня начался республиканский конкурс. Он завершится в пятницу. Бурятский язык не стоит на месте. Он развивается, меняется и становится современным. Внедряется в киберпространство. На бурятский язык переведен интерфейс социальной сети ВКонтакте. Реализован ряд проектов, результатами которых в сети интернет пользуются все желающие.
Ежегодно проходят турниры по электронному учебнику бурятского языка. Большая работа проводится рабочей группой по терминологии. За последние 3-4 года в оборот введено несколько сотен общественно-политических и профессиональных терминов. Отрадно, что они приживаются в народе и активно употребляются, как в деловой речи, так и в повседневной жизни. Поскольку в 2020 году завершается срок действия государственной программы сохранения и развития бурятского языка, с 2014 по 2020 годы реализовалась эта программа, принято решение разработать проект новой госпрограммы, синхронизировать ее с принятой стратегией развития бурятского языка до 2030 года и установить срок реализации госпрограммы на 2021-2030 годы. В целях создания полноценной языковой среды предлагается установить индикаторы всем отраслевым министерствам и ведомствам, осуществляющим государственное управление в их сферах деятельности, так или иначе касающиеся присутствия и применения бурятского языка. Хотелось бы особо отметить, что в 2019 году были проведены крупные мероприятия в сфере сохранения и развития бурятского языка. Это лингвистическое совещание о функционировании бурятского литературного языка в современных условиях на базе Бурятского госуниверситета имени Банзарова в апреле. Утверждение стратегии развития бурятского языка, я уже говорил, до 2030 года. Постановление правительства от 8 мая 2019 года. Круглый стол по вопросам бурятского языка в Национальной библиотеке в сентябре 2019 года. Встреча главы Республики Бурятия с учителями бурятского языка в октябре 2019 года. И традиционный месячник бурятского языка. В Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова создана Высшая школа бурятского языка и литературы как переходная к восстановлению полноценного факультета структуры. Как видим, институты бурятского народа действуют, осуществляют свою деятельность. Мероприятия проводятся, решения принимаются. Вместе с тем, существует объективная необходимость в улучшении и расширении проводимой работы, а также в принятии решений, способных оказать влияние на судьбу бурятского народа. Обсудив во время подготовки к сегодняшнему круглому столу эти и другие наболевшие вопросы, предлагаем: первое. Для выработки всеобъемлющей стратегии развития бурятского народа созвать Всемирный съезд бурятского народа и провести его в первом полугодии 2020 года в столице Республики Бурятия, городе Улан-Удэ. Второе. Создать в системе исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия единый полномочный орган, ответственный за координацию действий и управленческих решений в сфере функционирования и применения бурятского языка. Либо наделить Министерство образования и науки Республики Бурятия как полномочный орган соответствующими полномочиями. Активизировать работу комиссии по бурятскому языку при главе Республики Бурятия. Третье. Создать в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае сеть национальных этнокультурных школ по углубленному изучению бурятского языка, литературы, культуры, фольклора, обычаев и традиций, с охватом всех районов и регионов комфортного проживания бурятского народа. Создать научно-исследовательский институт родного языка. Пятое. В целях оперативного и объективного решения проблемных вопросов по изучению преподавания бурятского языка в образовательных организациях столицы Бурятии образовать общественный совет по бурятскому языку при мэрии города Улан-Удэ. Шестое. Образовать общественные советы по бурятскому языку в муниципальных образованиях Республики Бурятия. И седьмое. В целях стимулирования изучения бурятского языка установить специальные премии главы Республики Бурятия и руководителей муниципалитетов за лучшее владение бурятским языком среди различных категорий его носителей и пользователей. У меня все. Спасибо. Спасибо, Борис Дашевич. Так, обсуждать будем после следующих докладов. Так, у нас следующий идет доклад, содокладчик Ачиров Батыр Танич. Сәмәні құбықты үкіт. Екілген екі соғыланда, қорғалғанда бей, ада екі байықты бі. Зұңғы яғына отқы шамыра арашы, ерігін күн залаушы, қолмай машын құттай тұсықтай байқы яқтыры. Нәне ғадны мансығы шырайты, шырайы формат, көйд манта, хамын жайынны, ғайқын көйір, көйкі арғы ұжу әйқітіне, ада міне хамнанда екі тарында. Тевуші мұны, ұшыр мұны өсікті ада күрікте, критерий решения. Тевет бурят ярамны бүгінді ұлышты бұшы где товары байт дышенчикуны дишни қойлы живойны бде. Тимге сашынты захяра ардордан жолқы емне душевыт. Итак, как мы убедились, проблематика изучения бурятского языка
оказалось гораздо шире вопросов лингвистики, диалектных особенностей и других чисто методологических тем. Этот вопрос напрямую коснулся условий устойчивого развития бурятского общества, преодоления провинциализма, экономической ущербности и развития межнационального диалога в регионе. Ситуация приобрела такой более фундаментальный формат, потому что буряты, как и 100 лет назад, оказались на развилке истории. Тогда, в 1919 году, буряты создавали единый национальный орган. 1919 год. В начале прошлого столетия в Чите Свенжем Сравно, Албык Державично, Михаил Богданов, Дашис Арбелон и другие видные деятели учредили первый единый орган бурятского национального управления. Таким образом, объединив Запад с Востоком, наши предки начали создавать бурятский народ. Далее мысли и идеи бурятских деятелей набрали более масштабный формат. В 1923 году, спустя всего 2 года после исторической встречи наших деятелей с Владимиром Лениным, была образована Бурят-Монгольская ССР. И вслед за ним, в 1924 году, Монгольская Народная Республика. Бурятия и буряты оказались в фарватере мировых исторических процессов, и итогом стал мощнейший экономический и культурный рост республики. В 1940 году в СССР бурятский народ по значимости, в Советском Союзе бурятский народ по значимости несколько уступал украинскому народу, но немного превосходил таджиков и киргизов. Однако по послевоенный период это череда уступок и поражений, в том числе в геополитическом фронте. Вслед за переименованием в 1958 году Бурят-Монгольская ССР просто Бурятскую ССР, в 1959 году Советский Союз внес предложение в ООН включить Монголию в эту организацию. И в 1961 году МНР стал членом Организации Объединенных Наций. Таким образом, Монголия становится неофициальной 16-й союзной республикой. В дальнейшем Бурятия и буряты по статусу были приравнены к северным народностям, а по функционалу спустились до уровня хозяйственно-бытовой провинции. Бурятия стала республикой завскладов и управдомов. Следовательно, все мысли и идеи были сконцентрированы вокруг этих идеологий. То есть, поел, поспал. Таким образом, в республике укоренилась концепция потребительского примитивизма, в котором весь пласт многовековой культуры бурятского народа опускалась до уровня народных промыслов. А в политико-идеологическом формате некоторые бурятские партийные лидеры вообще доходили до абсурда. Они на полном серьезе разделяли народ на генетически умных и генетически неспособных мыслить людей. Бурятия пала в трясину своеобразного мутированного мракобесия. Следовательно, наш народ начал стремительно деградировать. И к концу 80-х годов стал вопрос исчезновения бурятского языка. Поэтому очень хорошо, что сейчас, в этот исторический период, поднимается данный вопрос, который в очередной раз вскрыл системные изъяны бурятского общества. Вместе с тем нужно понимать, что наши предки основали для современников мощнейший инструмент для эффективного развития – республику. Как бы ни ругали российское общество, российское государство, но на самом деле оно является одним из немногих систем в мире, который дает возможность народам обладать государственностью. Благодаря этому у бурятского народа есть государственные институты, учебные и культурные заведения, общепризнанные религиозные центры. И самое главное, у нас богатейший исторический и культурный пласт, сопоставимый с ведущими народами мира. Однако этот фрагмент в существующем обиходе несправедливо занижен и даже растоптан. Между тем, как бы мы не украшали бытие Бурятии последних десятилетий, на практике мы не то что не смогли воспользоваться теми возможностями, которыми располагали, а полностью исковеркали ценности людей, создавших республику. Квартира, машина, отдых и тому подобное для себя и родственников стали основной базовой идеологией тогдашней так называемой элиты на протяжении многих десятилетий. То есть не было идеологии, а был
только лишь быт. Считаю, что в современных условиях концепция примитивного потребления, причем паразитированием на государстве, народе, культуре и так далее, не только неприемлемо, но и вообще невозможно. И не только потому, что при таком раскладе в скором времени будут исчерпаны ресурсы. Но что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет потенциала развития. Мы постоянно находимся в детском возрастном промежутке, в состоянии беспомощности и просительности. Вместе с тем, все, что происходит сегодня, это следствие укоренившегося в подсознании этой самой концепции примитивного потребления. Грубо говоря, народ до ручки доведен. Что нужно сделать? Популистские и неразборчивые требования отдельных бурятских политиков, прозвучавшие последние несколько лет на митингах и так далее, на самом деле не решили ни одной проблемы. Однако хочу заметить, именно благодаря этим событиям Бурятия встрепенулась и вполне возможно проснулась. Тем не менее, мы продолжаем наблюдать почти ничем не сдерживаемые нагнетание обстановки. В результате вместо комплексного решения проблем Бурятия вступает в нескончаемое состояние противоборства, реваншизма и желания возврата в бездну прошлого. Даже в Москве были попытки проведения альтернативного Сагалова, противовес тому, который проводится традиционно каждый год. Такие действия необходимо решительно осудить и не давать возможность дестабилизировать общество. Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над архитектурой будущего. И здесь надо отталкиваться не от поиска так называемого баланса между интересами клановых олигархических групп. Тем более сейчас весь политический и экономический ландшафт Бурятии быстро меняется. Мир стал подвижным. Стал подвижным, потому что очень быстро появляются новые центры влияния. И в то же время в любой момент могут рухнуть действующие влиятельные картели. В этой связи серьезно возрастает роль более концептуальных доктринальных вещей, таких как определение роли и места бурятского народа и Бурятии в российском государстве и мире целом. В связи с этим считаю, что сегодня пришло время вспомнить отцов-основателей Бурятии, людей, которые сформулировали истинную роль Бурятии, стать восточными воротами России в Азию. Петр Бадмаев, Семен Жамсарнов, Элбык Женщинов, Михаил Богданов, Даши Сампилов, Гамбужат Цыбиков, Аглан Даржиев и так далее, они создали и обосновали совершенную формулу для успешного развития Бурятии. Инерция этой мощнейшей доктринальной идеи все еще поддерживает бурятский народ в состоянии определенного тонуса. Однако нужно понимать, энергия, заданная 100 лет назад, практически исчерпывается. И нужен новый заряд. Необходимо сомкнуть, как говорится, анод с катодом. Анодом для создания этой важнейшей стратегической концепции выступает поворот России на восток. Официально признанная доктрина. Катодом же является сама сущностная природа бурятского народа, которая во все времена была неприемлемым участником крупных процессов. Уважаемые друзья, потенциальная опасность дестабилизации общества, деградации людей, исчезновение бурят как народа связано не с селингинским и холинским диалектами, не в бурят уныние дело, как убеждают нас некоторые деятели. Главная угроза в общепринятой и до сих пор поддерживаемой концепции примитивного паразитизма и потребительского отношения ко всему. Нынешнее состояние бурятского общества можно сравнить с наркоманом, которому периодически необходима доза, небольшая доза. Поэтому главные требования оппонирующей стороны так называемого протеста заключаются в одной формулировке – возврату к прошлому, то есть реконструкция всего того, что происходило в период с послевоенных лет и до сейчас. Он, в свою очередь, может привести народ к сокрушительным последствиям. Сепаратизм и экстремизм зиждется именно на психологии примитивного потребителя. Концептуально такие слои находятся в постоянном поиске нового хозяина.
Поэтому мы время от времени сталкиваемся в социальных сетях с множеством призывов такого рода. В связи с этим народу нужно иметь достойное свое место в сложном ландшафте внутрироссийских отношений, а также в международном пространстве. Буряты должны понимать свою необходимость, причастность и приоритетность. Сейчас пришло время сформулировать концепцию Бурятии как проводника российских интересов в Азии. Только такой принцип обеспечивает ему функциональную состоятельность. А это значит развитие и процветание. Необходима модернизация общества, вместе с ним выстраивание в одну линию различных разнородных процессов для достижения этой функциональной цели. Разнородные процессы включают в себя совместные инвестиционные проекты, традиционные яркие события, которые обладают мощнейшим мобилизационным функционалом, например, Сарада Зунена, совместные культурные и образовательные проекты. Поэтому, конечно, в случае... Совместно это значит совместно с корейцами, монголами, японцами и так далее. Стратегия заключается в модернизации и мобилизации всего потенциала республики для обретения своего истинного функционала, проводника России в Азии. И в заключение хотел бы отметить следующее. Сейчас меня многие, наверное, будут упрекать в том, что я раскалываю бурят, делю их на западных и восточных. В этой связи позволю себе сделать одну ремарку. Вряд ли меня можно обвинить во враждебном отношении к своему народу, бурятам. В своем анализе я исхожу от конкретных исторических процессов, которые происходили в нашем обществе тогда и наблюдаются сейчас. И стараюсь, чтобы такое больше не повторялось. Буряты очень гордый древний народ тысячелетней истории, и практически всегда они становились активными участниками общемировых процессов, особенно в азиатском континенте. Более того, наш народ всегда отличался беззаветным служением своему Отечеству. Но нам нужно хорошо понять себя и реально оценить свои возможности и потенциал. Поэтому, конечно, в случае общенационального признания концепции Бурятии как восточных ворот России в Азию, наш народ найдет свое достойное место в мире и принесет много пользы стране и себе конкретно. Каждый житель Бурятии может гордиться республикой. И нам нужна другая, отличная от нынешнего состояния гравитация, которая вырвет из нас из этого чертового колеса безвремени, убогости и безысходности. Уважаемые друзья, я поддерживаю предыдущего спикера Баира Дашевича Балданова. Нам необходимо немедленно и срочно созывать Всемирный съезд бурятского народа, сформулировать повестку, определить конкретную дату в этом деле и место проведения. И дальше идти, решать вопросы. По этому вопросу нам нужно, конечно, сформировать серьезную рабочую группу, которую должен возглавить глава Бурятии. И незамедлительно начать движение. Съезд необходимо провести в кратчайшие сроки. Баир Дашевич сказал, в первой половине следующего года. Я поддерживаю. Спасибо. Спасибо, Петр Ильич. Уважаемый модератор, мне кажется, надо пообсуждать. Прозвучали два интересных доклада. Мы сейчас послушаем 5-6 докладов, и в итоге обсудим. Вы запишите, пожалуйста, все вопросы, которые хотите обсудить. У вас, может быть, они снимутся. Вы же собрались пообсуждать, а не выслушивать такие заготовленные, почти научные вещи. Ну, давайте, мы установили порядок, давайте выслушаем докладчиков, потом обсудим все. Нет, если у вас какие-то вопросы возникли, вы запишите, пожалуйста. Николай Борисович, становится скучно. Давайте пообсуждаем. Прозвучали интересные. Вот, например, проблемная стратегия развития бурятского народа. Ничего конкретного. Давайте обсуждать каждый доклад. Правильно. Установлен же порядок. Ну и что, порядок уже обсудили журналисты. Так мы можем, сейчас начнем обсуждение, Сейчас будем начнем долго обсуждать. Такие вещи, конкретно сохранение развития бурятского народа, что надо восстанавливать деревню,
Нигде не заявлено. Так вы давайте следующие доклады выслушайте, и вам получите ответы, может быть, на свои вопросы. А почему нельзя обсуждать? Почему вы запрещаете? Потом обсудим. У нас есть установленный порядок. Давайте не Нет, будем это же нарушать. больше разговорный стол должен быть. Ну все, давайте. Следующее слово предоставляется Базахандаеву Анатолию Ильчиновичу по вопросу средств массовой информации. Sen ben yapımcısını kudur. Mınadır kudur. Ender sularat. Мне подойти к нему не могу. Но на моей культуре тебе Саша автор культуры. По средствам массовой информации в Бурятии у нас уже говорится много. Вот буквально на днях состоялся круглый стол, где собирались мои коллеги и обсуждали этот вопрос. Тоже было организовано правительством республики, поэтому я считаю, что правительство республики, видимо, уделяет достаточно внимания, чтобы этот вопрос был всегда в повестке дня. Но если быть откровенным, то мне пришлось, как говорится, как говорят боксеры, на коротком уведомлении подготовить все это. Все, когда я посмотрел, у меня осталось достаточно печальное мнение о состоянии средств массовой информации на бурятском языке. Бурятский язык, вы знаете, да, ЮНЕСКО внесен в Красную книгу умирающих языков, к сожалению, большому. Поэтому вопрос действительно стоит очень остро. Что касается средств массовой информации, то у нас традиционно есть центр, так скажем, развития бурятского языка. Это газета «Бурят-УНН», издательский дом «Бурят-УНН», скажем, и республиканское радио, телевидение, где ведутся передачи на бурятском языке, публикуются материалы на бурятском языке. Но это уже, как говорят, как поставили на колеса этот поезд, так он и идет уже десятки лет. Когда я посмотрел, что творится в соседних наших республиках, то был поражен тем, что, например, в Якутии очень хорошо поставлено это дело, все постарались, сделали там, на якутском языке издается 9 газет, из них 2 республиканские газеты, которые финансируются из бюджета. Тираж Саха Сирек, по-моему, называется эта газета республиканская, составляет 35 тысяч экземпляров. А у нас Бурят-УНН выходит тиражом, если я не ошибаюсь, 4,5 тысячи. Но вы можете сопоставить, например, да, получается, какое отношение народа к своему языку. Помимо этого, в Якутии в каждом муниципальном образовании издается газета на якутском языке. У нас из 21 района республики остались, по-моему, на бурятском языке только 2 газеты. Остальные так вот выходят, где-то выпустят полоску, где-то не выпустят. Но все это связано, конечно, имеет свои корни. Проблема очень большая у нас нехватки кадров, я так полагаю, что журналистов, работающих на бурятском языке, не так много, и они, к сожалению, уходят. Это уже люди старшего, среднего поколения.
молодежи, работающих в средствах массовой информации на бурятском языке, немного. Кадры у нас, вторая проблема, это не готовится. Раньше при БГУ был факультет бурятского языка, но сейчас его нету. Единственное, что, на кого мы можем надеяться, это, наверное, бурфак Иркутского государственного университета. Я, насколько знаю, у нас в республике, по-моему, ни одно учебное заведение не готовит журналистов, пишущих на бурятском языке. Да и вообще журналистов, честно скажу, не готовит особо. Качество журналистики, к сожалению, падает. Я, конечно, тоже человек из той среды, и могу где-то, может быть, и себе попенять, что мы, может быть, это дело упустили. Так, теперь в 2017 году на реализацию информационных проектов республикой было выделено на бурятский язык всего 1,5 миллиона рублей. Это очень мало, крайне мало. И вся эта поддержка проводится на грантовой основе. То есть надо участвовать в торгах, чтобы выиграть небольшие деньги, которые потом надо растягивать в течение года. Теперь, вот, что касается подготовки кадров. В этом году было выделено 10 бюджетных мест, из них только 4 места было выделено на бурятский язык. То есть можно сказать, что бурятский язык находится в загоне. Но есть средств массовой информации на бурятском языке у нас не очень много. Газет издается, это государственные газеты Бурят-УНН и негосударственные, я как припомню, пара-тройка газет, которые время от времени выходят. Это УЛЭЗом, Путь предков, который издает почти на свои средства издатель. Он как он наберет деньги, так и выходит газета. Но это, конечно, не дело. И второй частный, который выпускает Алмабатова, это по диалектам газета, которая называется как? Но она тоже, по-моему, насколько я знаю, испытывает большие финансовые затруднения в издании. Да. Я Евда, давайте в словарях даже ю, хлеб уже всем понятно, ю хлеб говорим. Ю хлеб тем же говорили, то опять не говорит. Все юнес на словарях будет. Что мы должны сделать уже? Что мы должны юг, башкирцы, всем хлеб выиграем. Я к этому подойду сейчас. Вы хлеб. Народ, ну, юг хлеб тем же говорили. Вы просто хочу картину просто хотел Везде уже давно уже известно. Так, уважаемые участники круглого стола, я прошу
все-таки соблюдать порядок, так мы можем бесконечно... Ничего. Так, давайте уважать друг друга и выступающего. Да, пусть заканчивает свое выступление. Но если, так скажем, давайте выслушаем докладчика, и потом, значит, когда будет время, выскажем каждый свое. Вы все тогда пусть или когда юг хребте выразит, знаете? Ну, все поняли, но спасибо, учтем. Ну, давайте я все-таки продолжу. Что касается телевидения и радио, тут все понятно, да? Телевидение и радио, как оно работало, так и работает. Появилось недавно у нас Бурят ФМ, в котором принял участие большое Хамбалама и его становлении. Теперь я уже не буду говорить о том, что вот журналы детские, какие у нас издаются, но издаются у нас. Сейчас вот вышел первый детский журнал, Бурят выпустил, который называется Баркушут. Но такие дела делаются. Может быть, Дед Хамбалама прав. Давайте я сразу перейду к тому, что может быть надо делать. Чтобы СМИ в Бурятии более-менее работали в эту сторону, необходимо в первую очередь увеличить финансирование. На грантовой основе я не знаю, насколько смогут вытянуть эти издания, потому что это достаточно сложный процесс, и люди у нас, к сожалению, не сильно квалифицированы, подготовлены к этому делу. Второе. Надо подготовку журналистов обеспечить каким-то образом, потому что у нас действительно ни одно учебное заведение не готовит. А приходят бывшие учителя писать. От этого качество материалов не очень бывает высокое. Переобучение, подготовка дальнейшая должна быть кадров. В этом смысле нам надо, журналистам Бурятии, я имею в виду, участвовать во всяких российских конкурсах, участвовать в выставках прессы. Я вот много раз участвовал в этой выставке прессы и всегда видел, что из других республик целые люди устраивают выставки, целый ряд, скажем, это Татарстан, Чувашия, Башкортостан, наши соседи Якуты очень хорошие стенды делают. А мы из Бурятии были единственными. Маленький стол и все. Вот мы на этом уровне и остались. Поэтому я думаю, что информационному комитету необходимо этому уделить большое внимание, чтобы кадры у нас подрастали и в профессиональном смысле. Потом, третье, надо подумать о бурятском национальном телевидении. Мне кажется, что настало время подумать, кроме БГТРК должно быть бурятское национальное телевидение, которое бы сутками вещало на бурятском языке. Мы все являемся телезрителями же, да? Вы не включали когда-нибудь наше кабельное телевидение полностью? Посмотрите, там есть 2 канала на татарском языке, есть канал на башкирском языке. Ну, я не говорю про чеченский там и прочее. А мы-то чем хуже? Тем более, что у нас народ везде разъехался. Не только в Бурятии мы живем, и в Читинской области, и в Иркутской области. Очень много у нас уехало в Москву, Питер, за границу, в конце концов. Вот, посмотрите, у вас своих друзей, посмотрите, многие же уехали у вас тоже так же. А люди остаются оторваны от своей родины. Поэтому надо увеличивать зону вещания. Но что теперь можно еще больше? Самое главное сказать. Дед Хамбалама сказал, что делать? Деньги надо уделять
на развитие прессы. Антон Личинович, поняли вас, спасибо большое за доклад. Еще у вас есть предложения? Нет, у меня предложение. Ну все, спасибо. Тогда слово предоставляется следующему докладчику Жабалову Саяну Садыковичу. Владимир, доброе утро. Вообще, я не собирался делать доклад, и ну, так получилось. В общем, меня пригласили в общественную палату и сказали, что вот есть такие, возникли вопросы по бурятскому театру, по бурят театру. И это я сам вижу и читаю в социальных сетях. Поэтому я готов ответить на все вопросы, которые у кого-то возникают, не в социальных сетях, а прямо лицом к лицу, так сказать, нюра в нюру. Вот, я единственное, что я могу рассказать, немножко рассказать о чем мы живем, чем живет сегодня Бурят театр, и, как сказал Дедка Малама, какие предложения. Я хочу сказать, да, что мы пришли в 2013 году, вернулись в театр, и я примерно хочу рассказать, что, в каком направлении мы движемся. Дело в том, что театр всегда отражает чаяние народа, всегда старается чувствовать шум времени и дыхание народа. Вот, и с этим первым делом я как бы обратился, вернулся в народ, были экспедиции. Ну, вообще, первая экспедиция была в 99 году по Северинскому округу, был спектакль «Улейские девушки». Вот, нам можно это показать, вот, «Улейские девушки», не обожие, а «Улейские девушки». Вот. И сейчас он идет около 20 лет, этот спектакль, и до сих пор приходит зритель. И я думаю, что когда пройдет еще много-много лет, и будут приходить зрители, которые были маленькими, смотрели спектакль и будут говорить: а давай посмотрим на наших предков, как делали обряды, какие обряды были, как они пели, какие песни пели. Вот. Потом в 2013-2014 году я взял группу актеров и приехал в Шэньхэнь китайским бурятом, и после этого родился спектакль «Умгырыл своей души». Ветер минувших времен, про репрессии, про смутное время, про Лушин Гармаева. Конечно, это был очень в прессе и в соцсетях на 2 года развернулась очень такая жестокая бойня, все-таки как воспринимать этот спектакль. Хотя спектакль не про Лушин Гармаева, а про то, что мы, буряты, пережили в то время, как мы разделились, как разделила нас граница. Вот. И потом, вот, я к тому, что, как я считаю, что театр в первую очередь должен слышать дыхание своего народа. И дальше была экспедиция, спектакль «Поющие камни», Шангину Шалунут, это в Хоринский район. Я считаю, что у нас под ногами лежит исторический бриллиант. Мы еще в полной мере не осознали, какую историю прожил наш народ. Мы очень любим говорить про Европу. Мы все знаем очень хорошо историю Европы, Америки, но очень плохо знаем свою историю. И 200 лет назад развернулась времена Тайши, Дамбадор Инцеев, великий Тайша, тот же, будем говорить, руководитель республики, да, огромной территории, как
в то время, уже в то время начиналось то, что сегодня мы видим. И даже вот эта борьба, и тоже ситуация очень похожа на нынешнюю. Мы приехали с группой актеров туда и прожили там неделю, слышали истории от местных жителей, потом возник этот спектакль. И после этого у меня изменилось отношение к тайшам, как к преступникам, потому что в советское время, конечно, тайши для нашего народа были все, конечно, как преступники и угнетатели своего народа. И когда меня спрашивают, почему вы не ставите спектакль «Ташайна Ташон» Хасана Цараева, я как-то еще не готов к этому разговору, потому что там Хасан Цараев изобразил Гамбылова как вора, как преступника. И мне не хочется думать, что наши все руководители раньше были такими. Кем мы будем мы, если наши предки были такими плохими? Да? Вот. Следующее я хотел бы рассказать про греческую историю. Это тоже спектакль возник на основе экспедиции. Это история про затопление братского водохранилища, где затопили турецкие земли. В основу взяли «Прощание с матерой» Распутина и сделали свой вариант. Он играется на осинском диалекте, этот спектакль. И этот спектакль сейчас самый востребованный спектакль в нашей России. Этот спектакль стал участником театральной олимпиады. И на этой театральной олимпиаде я просто хочу зачитать отзыв монгольского режиссера, актера-режиссера, деятеля, который увидел этот спектакль на театральной олимпиаде. Что такое театральная олимпиада? Театральная олимпиада – это очень большое и значимое событие в мире. Раз в 4 года театральная олимпиада проводится во всех странах. В этом году эта театральная олимпиада была в Санкт-Петербурге. Потом будет в Японии и так далее. Вот. Перемещение одного с одного места на другое, я сейчас расскажу. На другое явление нормальное для жизни кочевников, но монголы всегда помнят о своем месте Тонта. И почитают это место как святую землю, хранящую в себе их предков, которых посещает время от времени, принеся дань уважения. Однако долина ушла под воду. В этих артистах, насквозь промокших в холодной воде, танцующих перед роскошно одетым зрителям культурного Питера, удобно расположившихся в мягких креслах, я увидел ряд монголов, борющихся защитить свой язык, культуру, родную землю, этническую ценность от огромного наводнения культуры большой державы. И у меня возникло впечатление, что драма – это Ноев ковчег, который ведет с собой дорогое наследие культуры, истории своего народа. Это сказал монгольский автор Абул Амар. Вот. Что хочется еще сказать. Конечно, сейчас театр живет очень простой, нормальной жизнью. Внутри театра очень хорошая атмосфера. Есть планы максимум, есть планы минимум. Выполняется госзадание и так далее. Я слышал, что театр упрекает в том, что театр не занимается духовностью, как занимается театр Аланхо в Якутии. Я сразу скажу, что театр Аланхо – это отдельный театр. Помимо драматического театра Аюнского есть театр Аланхо. И у них это в свое время сделал Борисов, слава ему и уважуха. Дело в том, что в 2006 году он буквально просто выбил эти деньги на отдельный театр, который занимался только духовностью народа. И 38 артистов, и весь коллектив театра Аланхо круглый год занимается этой проблемой и, конечно, занимается вот таким шаманским театром. Если, конечно, если наша республика выделит деньги на отдельную
на отдельный театр, который занимался бы только такой духовностью, что ли, бурятского народа, конечно, это было бы хорошо. Дальше по предложениям. Предложения вот такие. В советское время, ну, мы все знаем, что театр выполнял идеологический заказ, да, обком партии. В 90-х годах это все прекратилось, заказы уже перестали поступать, потому что обком партии перестал существовать. Но театр теперь уже отражает чаяние народа, и тогда в советское время много первых лиц в Бурятии ходили в театр. Мадагоев был просто постоянным зрителем бурятского театра, потому что бурятский театр единственный носитель живого бурятского языка. Бухы, мане, ноют Алексей Самбуевич сидел на 5 лет. Мане правительство, Арде Хурал, театр Яврихилты. Юнку Танда Яврихилея, Кунзон Бага Танда Дахата. Танда Докте Зануднева, там театр Яврихилка. Предложение. Чтобы посещали правительство и народный хорал, единственный театр, играющий на бурятском языке. Дальше. Предложение Алексею Самбуевичу и правительству участвовать в проекте «Первые лица Бурятии читают сказки на бурятском языке для детей». Это будет организовано у нас в Тихогаловна. В нашей юрте на 30 человек детей на 1 класс. Алексей Самбуевич и члены правительства, хорошо было бы, если бы они прочитали маленькую сказку на бурятском языке, и это было бы большим толчком, примером для других. Дальше у нас есть полиглот-лингвист, вы все знаете по телевизору, да, что Дмитрий Петров есть такой уникальный человек, который знает очень много языков. И недавно он приехал в Казахстан. Казахстан показать казахам, как можно выучить язык за 2 недели. И, конечно, если будет возможность, мы постараемся это сделать, хотя бы на уровне театра, постараемся вот этот проект осуществить. И, конечно, в связи театрда бурятар высший драматург усол. Дегенмен бидің мана театрдың ажыл явырып жүргендер бүгде драматургнуде кимдиги лаборатория бүтегенде мана министерство образования маңда толгунбайда алмалы бүгде сулар порядкында жақын жышкын зажгуды вышибайда. Лаборатория называется «Лидер драматург». Тренер был бидің он их шулы драматургнуда тимию бутейменде лаборатория тренер балу юм хунут хаватылжы ярыл зажгуды вышибди. Муно нехн ажла балюнгы сашин юрдултын балу толгунда ты интлар би балу маны дымжихы толгы жвейка слова заэна. Да, спасибо большое, Саян Якубович. Слово предоставляется Санжееву Салгуну Букаровичу. По теме Сурхарбан и Сагаловна как ключевые национальные проекты бурятского народа. Мындамы архет Багалов, Орхундара, Ушхаемне Заршуктель. Празднование ключевых праздников Сагаловым и Сурхарбаном. Данный праздник имеет глубокие тысячелетние корни, глубокий духовный и сакральный смысл для всех. В первую очередь требуется понимание смысла данных праздников для всех граждан республики. Для этого необходимо создать дирекцию по проведению данных мероприятий.
дать вектор в разработке концепции эффекта данных праздников благополучия каждого гражданина нашей республики. Уважение и опыт старшего поколения для успеха молодого поколения, преемственность, здоровый образ жизни, белая пища, символ чистоты помыслов, чистоты души и так далее. То есть, юнгжи кулканна югшкада, мұнаны сақта сағалғана тындығылықыда, юннешіш болажағына хүншіш болай ұлдығы ғансау, үртешул халқының мұдаға, тегет қажауғарын бей юнгжи кулканна құдығы, нысағалғын мұнаны сақтыманы бұлтығы тындығылығы Бурядушиш, ордушиш, татарушиш, семейскіні сықшығыды, бұлтығы тындығынышы. Тегде нәне қажауғар қо Энефин хангдере отхей мытхейте гежек буку кунутта даволхейте гешавдеда. Тегде юнг гежек рыктеу гежек. Популяризация на основании выработанной концепции, создание социальных роликов, цикла передач в доступной форме на 2 государственных языках Республики Бурятия. Финансирование в рамках разработанной концепции. Поддержка и финансирование празднования Сагаловым землячествами, независимо от национальной принадлежности. То есть, Багаим уже хотел уже. Сагаловым хахиде, бултуху мыдыга шавди дэнди свекшага. Не тугара Сагаловым хайне тымдыгды боло, тегде трени бага хажогарым мунга шидыжы толхы хрыктеги же бей хылкахынная. Сагалын хыхыде тренсоға заланыға арсидан ихон болғын бұғыр конкурс ихо кедла залатыры конкурснутта ихи мұңғы күжі күн залға тренсо ғуко неме ихи мұңғы ғарықы қырықтығы жы күлкәніне. Тигет Сашын. Награждение родителей и рода отличившихся людей подчеркивает тем самым статус старшего поколения, статус семьи, статус рода. Опять же, я могу сказать уже, у нас активная, горбулымная, уголовная шарта, где трени залог в душе конкурсный хавата сандын, шурумдын, оттың угун гогор, жауатындын, Былыгихо, сылыгихо, куятеги жаханная. Тихиде, бухе заложенное, бухе горбулунуше статус поднимается. Тихиде мы будем понимать и осознавать важность семьи как основного ячейки нашего общества. И это и будет являться основным вектором развития всей Республики Бурятия. Сашангижем. Мунгушидыха, их призовые фонды хыха тигет конкурсы нуша хыхда зала бурят хылым бахаяте бурят хылым итхе хунут хавата схаяте ну гыхынты. Сашан сорхарбаны гнебдя. Бахал сагалганда ладляла дирекцияты буху ему хор разрабатывая хада тигет бью хылыга шавдя дирекция гжага вы комитет но ямарша нырте год Три дирекция, мандут би гансара тренихо даха аргуга шаржи да. Мана бурят сойлымна бахашиш дахуга. Тигде болто солоржого летон мудихы кун солоржы на дирекцияга комитетга бухы отхой хоин сагалгына хурхарбаны бухы трене хет трене хо социальный ролики конуша болго концепция болго тигет гансы жылы бышы 10 жыл 30 жыл жарым жыл Нигер полный цикл рабжуна где зала трене тарсисаға ролжы тиги жағжы көуге хамна іні ғансы жыларына юмын толқуғы болқыген хамна. За Сашан гижа. Развитие бурятского народа и развитие Республики Бурятия должно идти неразрывно. То есть, ненцо би юнгужа кулканна гужа худу, мандот ғансы буряды бұша, эвенкину, цайоду, семейский, хымға, дорду, хуны гидедет, Бурятия деші ботхожы треге хыгыха бурят хылымны деші ботхыг жанны бурят заншок бурят яхымны деші ботхыг жанны хужожы шаткуг гыпте маңды инди бэхне ошын жыл болот юм болхыг жы трехне тарсысыға барят эхаетепте ошын жыл болот маңды тхын болот эхапте уже хукшурод эхапте маңды ше залошолындымны хугыдымны аша зенернымны Doğru şatxoğu buradara, yungu janca tarsisоға yapқыва. Ямар мунгыте, ямар
таланта яха уже тренер хот уже я уже бурят республика бурят ареда дешим батхох уже тарсага хана трехим бухи дирекция комитет дихомна хохудухи этагашта ядерная группа гнегдели ямаршанеруга. Самое главное, чтобы мы взяли ответственность на себя. Инде зал собаем хуну да биржа алын шереде уже хавадасан бетигде екинче ханхадамнял холныга шашылдадла за би хыхажла хeye кугуто хылхы вот би тима шереде хавадасан бе тима гухлем бе сашын юм болау бымы дедал. То есть мы должны взять каждую ответственность на себя, не одного дня, не 10 дней. Не одного года, а на десятилетие, на 30-летие и на 60 лет. Сашин гыжы, кегде мандадына ажла кегде батыр дне ичкинлыгы шарда, вектор развития, учитывать политику Российской Федерации. Том зуб гыжахны кегде в этом плане у нас действительно благоприятная ситуация, и наверное мандат должны использовать для себя. Да, кегде мы не должны использовать только как ворота, да, для Российской Федерации, но так же, как и буфер, так же, как и щит. Для этого, конечно, естественно, должна быть развитая, крепкая, успешная Республика Бурятия. Вообще, для развития любого региона очень важно такое понимание, как уникальность. У нас два преимущества в плане уникальности. Это наша титульная нация плюс наш Байкал. Поэтому в этом концепции, да, мы можем иметь возможность разработки программы именно для всего населения Республики Бурятия. То есть я опять же имею в виду не только буряты, но и все другие национальности, которые проживают на сегодняшний день в Республике Бурятия. И в этом плане мы уже давно разрабатываем идею создания нового типа определения именно кто такой бурят. Бурят это тот человек, который имеет большую ответственность за нашу природу, за нашу мать, за наш Байкал. Тот, который несет большую ответственность за свой род, за свою землю. И в этом плане дает понятие именно для всего, опять же, населения Республики Бурятия. Если мы охватываем только население только бурятов, мы далеко не сможем продвинуться. Если мы охватываем всю Республику Бурятия, и в том числе все тех людей, которые находятся за пределами Республики Бурятия, только в таком ключе мы можем добиться успеха не только на ближайшие годы, но и на 30, на 60 лет. Для этого есть необходимые все предпосылки. Используя мировой опыт, но опять же здесь хочу сказать, башкиру, татар, но опять же надо учитывать, что мы тоже уникальные. У нас свой психотип, у нас свой менталитет. И поэтому в работе нашего комитета обязательно должны быть присутствовать как психологи, так и этнографы, так и так далее. То есть у нас должен быть свой путь. Зачем нам повторять путь башкиров, татаров или там якутов? Да, они молодцы, но мы тоже лучшие. Юнетуло мандай бурядуше том-томо урок систем трена использую растима тому-то всегда когда форум говорила болто с кем будет рядом соседствовать, в каком финансовом, в каком материальном положении. Мировой много сакта манду должна хахиде фо юндуда, ну, старшее поколение. Заложено дыны зал субеново. Нил халапун багао бурос. Аненса ушат тушот. Зугатхун заложено бахете гашабда. Тибенел тула ны бухажла хижене гашабда. Тигет заложено ша хофете гашабда. Юнхрите танут ны духе ят харнат тигет. Но айди тивоги Она поряду диком хо, много сакта, вайберико, скайпико, кучеродло хо, хорлыжа, ярлыжа не гашавдида. Трена бахо хэтэгашся. И работать именно в этом ключе, то есть создание программ, которые будут обучать не только в классах, но и в интернет-пространстве.
То есть много телевидения, зала телевидение каналы, ансал YouTube каналдары, канал мушика уже тренер уже ханерха. Теперь без много ханжены, хунныга сарда, на факультет журналистики, бакшерный факультет. Если нету спроса, мы будем обучать. В этом ключе мы обязательно должны принимать именно. Теперь еще юнгужи круфянную по нашим наблюдениям, да, все жители Бурятии, независимо от национальности, знают как минимум 100 бурятских слов. Даже не осознавая о том, что они об этом знают. Независимо от этого. Поэтому сейчас мы с нашими преподавателями пытаемся разработать стандарт бурятского языка на основе других языков. То есть знания 500, 1000, 1500, 3000 и так далее. Для более-менее общения, да, в принципе, достаточно 1000 слов. И если уже человек знает около 100 слов на бурятском языке, и тем более он здесь родился, и зная менталитет нашей земли, Бурятии и так далее, то есть ему обучить 1000 слов не составит достаточно большого труда. Потом, опять же, о статусе и о гордости нашего народа. То есть на сегодняшний день мы знаем очень много великих и выдающихся людей на мировом уровне. То есть популяризация именно в том ключе, то, что мы действительно уникальный народ. Опять же, возвращаемся к уникальности. И для создания этого мы должны использовать не только наших бурятских выдающихся деятелей, да, но и тех выходцев из нашей Бурятии других национальностей. Эвенки, сайоты, семейские, русские, казаки и так далее. То есть только в таком ключе мы можем добиться успеха. Потом далее. Я могу время ограничено. Я понял. Сейчас резюмирую. Вот, допустим, все мы знаем, да, когда мы выезжаем за пределы Республики Бурятия, независимости от национальности, все говорят, что мы буряты. И надо это использовать, и это надо развивать. И чтобы он нес гордо свое название именно бурят, независимости от развития. Гамбоев Артем Жамсаранович. Так, во-первых, я хотел по резолюции сказать несколько слов, потому что резолюция, она не такая, как которую мы предлагали на рабочем столе. Это проект. Вы по своему докладу выступите, а потом резолюцию будем принимать. Сейчас пока преждевременно еще резолюцию. Ее надо это работать. Так, теперь по предложениям. Вот многие, да, возлагают на эту круглую, возлагали на эту круглую стойку, возлагают большую надежду в связи с тем, что это движение как бы было снизу. Инициаторы были, общественные люди, граждане были большие надежды. Мы хотим, чтобы нас услышали. Я как один из инициаторов этого проведения круглого стола, мы целый месяц проводили работали в рабочей группе, изучали все, мнения всех, и протестные мнения, и всякие разные. И получается у нас вот самый главный вопрос сейчас, который мы должны понять, что произойдет после этого круглого стола, какие решения потом будут приниматься. Вот это мы должны задаться вот этим вопросом. Что будет дальше, после этого круглого стола. Теперь я по предложениям. У меня предложение рабочему столу, мы ее разрабатывали совместно с Жанной Чемисовной-Дымчиковой. Тут часть ее предложений. Так, первое, это не ее предложение, это мое предложение уравнять по часам уроки русского и бурятского языка и литературы. Планомерно в течение нескольких лет. Это... Потому что опыт языка государственный. Да, менять стандарты надо, да. Второе предложение. Рассмотреть возможность открытия в школах Улан-Удэ классов с изучением бурятского языка как родного. На встрече с учителями РБНЛИ глава Сученов говорил, что пока не будет решена проблема 3 смен в школах, не можем рассматривать вопрос об открытии специализированных школ с глубоким изучением бурятского языка как родного.
В связи с миграцией населения в столицу Бурятии потребность в таких школах увеличивается с каждым годом, а в городе почему-то бурятский язык в школах изучается только как государственный, то есть как иностранный язык. И сегодня в школах для изучения языка требуется заявление от родителей с соблюдением условий добровольности, то для открытия этих классов нет никаких юридических препон. Это можно делать прямо сейчас, даже прямо на будущий год уже можно спокойно это делать. Надо просто в действующих школах начать набор детей в бурятские классы, особенно в тех районах, где проживает Листок, Солдатский, где Пейши, с этих, и такой подход будет гораздо эффективнее для детей, которые приехали в деревни, которые знают базовый бурятский язык, а также позволит части учащихся изучать родной язык глубже. Потребуется административным путем набрать из параллельных классов детей, уже владеющих, или тех, кто хотел бы владеть языком. Поэтому начало бурятских классов будет не во всех параллелях, и учебников, возможно, не будет хватать. Но уже не будут уроки бурятского языка увлечены. Министерству образования и науки провести конкурс по выявлению новых авторов учебников для тех, кто хочет изучать бурятский язык с нуля. Среди требований книга должна пройти как для молодежи, так и для взрослого населения. Должна быть современно оформлена, иметь богатый иллюстративный ряд рабочих тетрадей, хрестоматий, выигравшие в конкурсе книгу издать, дополнить аудио и видеоуроками. На ее основе и также с помощью авторов, выявленных во время конкурса, создать команду и открыть онлайн-курсы по изучению бурятского языка в интернете. Начать работу по внедрению монгольского языка в качестве второго иностранного языка в школах города и республики. Известно, что пока школы идут по пути наименьшего сопротивления, дав дополнительные часы немецкого языка или английского языка тем же учителям, английского и немецкого, потому что у них есть уже дипломы. Хотя Республика Бурятия гордится, что имеет самых ближайших соседей к Монголии, тем более в Бугу искателя монгольского языка. Также известно, что начата разработка новой программы развития бурятского языка до 2005 или 2004 года. Необходимо этот документ обсудить с научным и профессиональным сообществом, общественными организациями и активистами. При этом надо понимать и учесть, что предыдущая программа, мы тут с Багиром Богдановичем спорили, что она, Багир Ташевич, что она как будто бы, Багир Ташевич говорит, что она не, я утверждаю, что она провалена по 3 показателям, по ключевым 3 показателям, она провалена, я, в принципе, могу это доказать. То есть это надо учитывать, представлять новую программу. Все предложения, которые поступили в рабочую группу Общественной палаты по бурятскому языку, в том числе создание бурятского национального телевидения, глобального института Центра бурятского языка, развитие вертикального ХУШИК, введение государственного статуса носителя бурятского языка для школьников и студентов, финансовая поддержка НКО и общественных организаций, занятых в сфере развития бурятского языка и создания языковой среды и много другое, должны быть учтены и много должно войти в эту программу. То есть надо увеличить финансирование программы в разы. Также известно, что начата разработка стратегии развития бурятского языка до 2030 года. Документ находится, уже, можно сказать, на последней стадии разработки. К сожалению, нам в рабочую группу эту информацию чиновники нам не сказали. Предлагается также ее вывести на общественное обсуждение. И, лично я смотрел этот документ, она сыровата. Ее надо дополнять. Она, в принципе, такая, там есть много вопросов, которые нужно дополнить. У нас на рабочей группе было предложение Алексея Гатапова, писателя, создать сеть по продвижению родного языка. Некую разветвленную структуру с единым центром управления для продвижения языка по всей территории Бурятии. Проведение разъяснительной работы, контроля, учета и всего, что связано с бурятским языком. Это как предложение было. Так, основной доклад мой такой, про языковую среду по школам. Предлагаем реализовать пилотные проекты в новых школах, которые у нас строятся. Это Подселье, Акшан, Тункинский район, 40-я школа Улан-Удэ, Нижний, Тальцы, Хуэты, Буе и другие. Пилотный проект по созданию языковой среды. То есть вся наглядная, все, что мы видим, было продублировано на русском.
И в этих же школах внедрить классы с бурятским, с глубоким изучением бурятского языка. Так. Также то же самое пилотные проекты внедрить в новых садах с образованием бурятских групп. Так, и в дальнейшем на основании этого опыта, с учетом там плюсов и минусов, это ввести во всех школах эти, чтобы была такая благоприятная, дружелюбная среда языковая, которую мы видим. Языковая среда — это не то, что мы слышим, а то, что мы видим, мы читаем, в повседневной жизни мы читаем, видим. Вот это должна быть среди учеников русских, бурят, любой национальности была такая, видимая, наглядная такая, среда. Общественный транспорт. У нас хорошая практика в течение нескольких лет внедряет управление управление трамваем. Такую практику мы предлагаем внедрить также на, получается, в общественном транспорте, микроавтобусе, условно говоря. У нас трамвай есть, на бурятском языке название, дублирование остановок и прочей информации. Мы такое же предлагаем внедрить на общественном транспорте, в частности, в маршрутках. Также у нас есть предложение по общественным местам, название улиц и городов, о чем я говорил, наглядная, благоприятная среда не должна быть не только в школах, должна быть и на улице, и везде. У нас должны быть, допустим, даже то же самое, когда мы смотрим, идем на площадь Советов, там стоит скворечник, полиция. Давайте напишем полиция рядом с Агдамом, говорит, можно тоже продублировать, ничего страшного в этом нет. Это называется благоприятная среда языковая. Также мы на рабочей группе, я внес предложение, у нас для развития языка должны быть какие-то локомотивные проекты, которые потянут за собой все, все, что связано с языком, она за собой сможет потянуть. Первый проект — это национальное телевидение, про которое мы тут некоторые высказались. Национальное телевидение у нас это получается, мы ее предлагаем на базе Бурят ФМ развить, как предложение, потому что хорошая практика у нас есть по Бурят ФМ. У нас Бурят ФМ сеть хорошо развивается. Мы ее предлагаем развить на, как предложение на базе Бурят ФМ, дальше развивать ее. И там не только телевидение, телерадиокомпания будет, но еще будет охватим интернет-сети. Это глобальный такой проект будет. Может, как предложение. У меня был проект по государственному званию носитель бурятского языка, который нашел большую поддержку в социальной сети. Есть такой проект. Как мы предлагаем, в общем. И еще третий проект. У нас фонд целевого развития эндаумент бурятского языка, развитие бурятского языка и созданием языковой среды должны привлекаться не только государственные бюджетные средства, учитывая, что в целом частный капитал Бурятии, частный капитал бурят отстранен от проблем бурятского языка, предлагая правительству Бурятии выступить в качестве соучредителя при создании фонда целевого капитала эндаумент развития бурятского языка и начать информационную кампанию по привлечению частных средств в данный фонд. Основная задача — это привлечение частного капитала. Развитие сети передающих станций Бурят ФМ в районах Бурятии. Правительство Бурятии усилит действия в этом направлении, потому что в этом направлении пока у нас тишина. Что-то надо делать. Были разговоры, что там 7 миллионов на этот год то ли были, то ли нету, то ли там 16 миллионов, то ли есть они, то ли нет, это еще непонятно. Все мероприятия по бурятскому языку можно разделить на две основные группы. Первые — это которые не требуют значительных бюджетных средств. Чисто административным путем можно решать эти проблемы. И вторые, которые требуют средств. Это надо разработать проекты, программы, обозначить ответственность, направление работы и составить некий такой план. Так, теперь про рабочую группу по бурятскому языку. Рабочая группа должна стать постоянно действующим органом при общественной палате. То есть
Вот у нас, ну как пример, вот нам чиновники отчитываются, что в детских садах у нас появились бурятские группы с глубоким погружением в языковую среду. Мы бы, члены общественной, ну, члены группы этой, хотели бы посмотреть эти группы, проинспектировать, так сказать, ну, члены рабочей группы общественной палаты хотели бы проинспектировать эти группы, выехать на места вместе с комитетом по образованию ЛАМД и посмотреть, что там происходит вообще, ну, на каком уровне все это происходит, и хотели бы, ну, на основании вот этого всего, может, какие-то предложения внести, может, какие-то там пожелания внести, или там требования какие-то, ну, в общем, ситуации. И то же самое нам на рабочей группе говорили, что у нас есть детские лагеря с глубоким, несколько лагерей с глубоким погружением в среду, детские лагеря летние. Как будто бы они у нас есть, но мало кто о них знает. Мы бы тоже хотели, в принципе, выглядеть эти сады, эти лагеря, и там посмотреть, что творится вообще. Полностью поддерживаю Баира Дашевича по поводу единого органа, государственного органа, ну, можно сделать как агентство по развитию бурятского языка, ну, это такой со штатом, со всеми там. Давайте вот другим докладом мы потом обсудим. Так. Если у вас предложение, да, я прошу внести в эту в резолюцию. Спасибо. Спасибо большое. Так, у нас последний доклад остался, ну или крайний, как сказать. Монгол Башакбатмаева Лариса Анатольевна. Доктор филологических наук. Амарсен, Ямашуида, алтын бөлкәдәре мондалыгын контролдың орын ансат болундайым. Нығы шоқыла создың нықыды, турыл хылые, бышығы, яғыз аншыла, сайыл тухие, нарина сатежа, яжы уриху ұшты, там жылғы вешветтегізін асылды ғарны веші. Ошын моңғол бышық, мана илицы құрызы арғын зұрған зон жыл кейтілі, менгі елдің ошынығын он күрттір кіргізі яғын бешін. Ошын моңғолар алым тұғы бұшы бұд, бұл мұқаны, анғақы ұқаны, қалину, алым бұтылғын ғарғын бешін. Ошатын ұста, бурят моңғол оның күжі сонин ғаттық бәйін. Тымсылин шымы, үрдім башажын күжі сытылы журналын күмітік бәйін. Мане орын закалчы чүйе, тұрушын намыда ошын моңғол күшігер күрбіктігін туғыды. Мен бұл юнзон қошасы анытса, ходың моңғол күшігіне қарылтыда арышы кіргілікке болу. Ламын шашыне күшік Бурятарда орта харха үрдімтің секретіне хамалғанды ұрыжы, тұрмы шороны айорда қайттыжы қасақын тоқыды. Түтіне тоғы цивil жамсырано, Барадин, Жықжда Пацаренов, Цидыр, Үтмелғыл бүрі олым. Хошу моңғолар күшіктігін закелнық қыда, мане бурятарды сігніші бұй сойлы байрек беші. Вені тухыта турысхал балыха закелны дейе, шинжилы музыка ушул ихин шатыда вайна. Темге иты бутелны дейе, оншажы шатыха, шинжил харгыты залошулые орғыха кумужылхы яутептегі жғанытына. Темге донты ғырғолен шавинарта, бәді ғырғолен айотықта, хошу моңғол вышығы факультатив орулаға бурятарды хылы, Туғы болын сайылы ұзылғыды арғы бұй ехі нулы ұзылғы бежі ханытына. Собственно, вкратце, если сказать, история письменности и книгопечатания монгольских народов, в том числе и бурятского, имеет многовековые традиции. Монголы создали самобытную ключевую цивилизацию. Одним из достижений и составной частью этой цивилизации является письменность. Как отмечает Чулумбатор, в мировой истории нет другого такого народа, как монголы.
монголы-кочевники, пользовавшиеся за свою многовековую историю более чем 10 разновидностями письменности. Старомонгольский язык использовался в Бурятии, как и в Монголии, в качестве языка средневековой науки. В бурятских дацанах издавались переводные и оригинальные труды по философии, логике, языкознанию, поэзии, по медицине, прикладным наукам, по астрологии, географии и так далее. Для перевода и написания научных сочинений в лексикографических трудах была разработана специальная терминология. На старомонгольском языке записывались улигеры, былины, сказания, песни и другие произведения устного народного творчества. Делались переводы Библии и художественные произведения с русского языка. Создавались произведения дидактического характера. После вхождения Бурятии в состав российского государства старомонгольский язык у забайкальских бурят использовался и для ведения, и для производства. В уцелевших архивах Хоринской, Серединской, Ординской, Баргузинских степных дум сохранился значительный фонд материалов по истории хозяйства и управления бурят, записаны на старомонгольском языке. Кроме деловых писем, отношений, рапортов, уведомлений, донесений, предписаний, челобитных, жалоб и так далее, на монгол-бичик составлялись постановления сугланов, официальных сборников обычного права, так известные степные законы. Например, согласно принятой положение о правилах бурятского податного народа 1749 года, Хоринские уложения 1763, 1781 и так далее, Селендинские уложения и другие юридические руководства. Буряты пользовались данным письмом до начала 30-х годов. В этот период письменный монгольский язык обслуживал большинство сфер национальной жизни бурятского общества: публицистику, художественную литературу, государственное управление, дело производства, школьно-издательское дело, потребности агитации, пропаганды. Литературное наследие бурят на вертикальном монгольском письме включает в себя исторические, дидактические, медицинские, филологические, литографические, юридические, буддийские сочинения. Однако в 1935 году осуществился переход на латинский, значит, вражеская, вся литература тоже попала под запрет. Значение монгол-бичик неоценимо для монгольских народов и для бурят. Как нам видится, новая письменность как возникает преобразование новой государственной системы, является одним из основных проявлений идеи государственного суверенитета. Если обратиться к фактам истории, все завоеватели, стремясь подчинить управляемые ими народы, понимали, что основой национального самосознания является язык и национальная культура. Поэтому начинали свое правление именно с подавления национального самосознания путем ограничения языка и письменности основного выразителя культурной памяти народа. Как отмечают ученые-монголоведы, сложившаяся в настоящее время языковая ситуация в Бурятии показывает, что критика старомонгольской письменности во многом была необоснованной. Из-за того, что напрочь был отброшен в свое время старомонгольский язык, культурное наследие, созданное на нем бурятами и другими монгольскими народами, стало для бурятского народа книгой за 7 печатями. В связи с этим возникает вопрос о необходимости приобщения молодежи к изучению монгол-бичик. Сейчас у многих людей появилась необходимость и желание изучать монгольское письмо. Многие хотят восстановить свои родословные, хотят узнать историю своего народа, ориентируясь на оригиналы. В национальных архивах Республики Бурятия хранятся документы на монгол-бичик, что является неоценимым богатством.
у некоторых появилось желание прочесть книги, которые хранятся в их семьях. Люди на генетическом уровне чувствуют, что вертикальное монгольское письмо – это основа и стержень бурятского языка. В этом плане следует отметить положительный опыт общественных организаций, например, РО Бурят Союз. У них есть опыт преподавания монгольского письма, имеются кадры, учебные пособия, но нет помещения для проведения ежедневных занятий, мастер-классов, презентаций. Типа Центра бурятской культуры, языка, письменности и каллиграфии. Значит, в этой Бурят Союз, общественной организации, прошло обучение монгольскому письму 243 человека. На данный момент обучают еще 2 группы. Учитывая значимость и важность монгол-бичи при общении подрастающего поколения к родному языку и монгольской культуре, в том и бурятской, предлагаем внедрить в школах, средних учебных заведениях, вузах проведение факультативных занятий по монгол-бичи. Открыть центр для обучения взрослого населения монгольскому письму Монгол-Башига-Бурволе. Для повышения функциональной мощности бурятского языка предлагаем и в целях формирования языковой среды открыть институт гасароведения. В Калмыкии есть институт джангароведения, в Якутии есть институт изучения Аланко. Также в этом плане предлагается открыть этнокультурную гимназию имени Аквана Даржиева с углубленным преподаванием бурятского языка и литературы, бурятского фольклора, монгол-бичи с группой продленного дня. Например, в Калмыкии в такой же гимназии в группах продленного дня работают бабушки. Они оформлены как воспитатели, они обучают. Можно привлечь, действительно, как сказал Артем, частный капитал. Открыть, почему бы нет, может быть, и на бюджетной основе, частично бюджетной, привлечение частного капитала. Без этого, без создания языковой среды, обучение родному языку просто не представляется возможным. Нужна среда, начиная с детского сада. Так, да, я поддерживаю предложение открыть параллельные классы, которые, как раньше было, А и Б с преподаванием бурятского языка. Также в целях повышения статуса второго государственного языка бурятского предлагаем ввести требования к претендентам на должность госслужащих пункта о необходимости знания 2 государственных языков Республики Бурятия. Как отмечает известный социолингвист Михальченко, чиновник обязан знать 2 государственных языка. Далее. Усилить. У нас есть закон о языках народов Республики Бурятия, но нет как это выполняется. Повысить персональную ответственность за выполнение закона о языках народов Республики Бурятия. Повысить контроль. В этом, значит, функция общественной палаты входит, эта функция контролировать. И об этом надо говорить, в каких школах выполняется этот закон, в каких организациях не выполняется. Значит, повысить персональную ответственность о выполнении законодательства Республики Бурятия. Спасибо за внимание. Хорошее предложение. Так, у нас на этом закончилась, так скажем, официальная часть. Сейчас мы приступаем к обсуждению вопросов. И тут у нас записались желающие выступить. Владимир Иванович, да? Дитхамба Аголома и Наржима Даржина Цибикова. Дитхамба первым записался. Пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Это уже докладывает. Наша ихтер имасодлты. Юг хыбди. Хайшингет хыбди стенье кор хыбди же нам бага харин югше.
ю кдев кем байгавш. Тэгээд багтана оронго хиндэ хэлхэн хай модель гэж хэлсэн. Манай 24-р панжил хамбалама томбойшээ яврын хиндэ энд нотта Москвада ордгурны юнкэрвчтэй уулзж байхдаа энэс одомнуудыг манай дөрманы тохиолж байе. Хандам байна, гоолдам байна. Яг бишэг үгээр аял баятун. Тэгээд байхын өсгөлдөр их хай модель ирээ юм бакада президентийн фондоо 30 миллион төгрөг ноу-хау илтгэх эрх угаха удам болка иргэдэд оборудование 30 миллион Владимир Владимирович Путин оренго фондоо анда өнөглөж. Анхны асуудал биш шүү. Олон асуудлуудыг хандсан байгаа тийм цаашдаа энэ асуудал шийдэх явагдах гэж. Энэ аймагтсээ ана оренго көфим хэлж. Анхандаа юм гэж хэлэх юу хэрэгтэй вэ гэсэн. Өнөө урдхи суглаанда үрэнда буря диалектта буря дунын жимтха он асуудлууд байгаа. Үүнд оренго ханам гэж. Энэ асуудлууд юундаа манай санхаа бодогдно гэхэд хайшингээ дэнэ буря хэлгээ зэрэгэх хүүгархын тулд зоны буря тэгээ буря дараа дуугархын тулд нэн тухайн асуудал бодхоо гэж. Ютагтай диалектийн словарь гэдэг. Хожмын 50-100 хэдэн жил өнгөрөөд байгаа нэг аргагийн ном өгөөд байх юм да. Үнэгээ зам гэртээ нэг хайхан газартаа гэж тэрний үсэж ютагай түн гэж. Тэрний төлөө энэ диалектийн ажил явуулж байгаа цаашаа явуул. Тэгээд багт олон хүн асуудал баа бурят хэлээ ютагтай бурятаараа ичэтүүрнэ харин хэлээ дуурах гэж баа асуудал их гаргаад байна. Тэний может жимним айлгаагүй дөө юм уу гэж би танам юундаг гэдэг. Анхандаа бурят Монгол бурятта по Монгол бүсгэнэ байхада босом монголны харибаряаду сүнгийн урамхамрагна холон чадл байгаа юм да. Бүсэтгэдэ нэгээр бүсэгдэн хэ. Нэмэр багатуур гэдэг байхад бид баатраг гэдэг үншиж байгаа. Сайн гэдэг хайн гэдэг үншиж байгаа. Хад бүсгэдэ чигээд. Чигээд байхад мөн ургуулда исторнер өдрө мөн хэмнэж хаагаш байгаа багш нарт сэр юунд хүмүүхэн болов. Утгын дэрэх юм. Анхандаа хоо хэлж байгаа гэдэг боёд Хууш Монгол дээр хэлж байгаа гэдэг хоо игээд хэлдэг гэж хэлээ биш. Биш юм байна. Өнөө 70 жил сойж автаад байгаа хэрэг. Тэгээд байгаа тэдний нутагтаа сэр үнжих хэлхэн юунд болов. Ике бол мэдгэж залмнууд заавал хэлдэг гэж тэдний бишээ давчтай сэр үнжиж байна. Энэ асуудал юухан Многодерные грамматик тухай их асуудал гарны биш. Не стоит на месте. Юндук мно. Басқанда шулы долоон шулы юм гэж хэлэхэд ойлгоно. Сайн гэж. Орой бүр юу жайлганы урдаан хараад өшөө уураад бүр. Говорите нам. То, что ишхэл зэсгэж үгүй өгнө тийм цаг болоод байна. Тэгээс бид холоосонгүй багцун яагаад сутаа гэдэг нэг юм босоо хаана гэнэ. Тэнд дошоо баг агийн эзний агийн гүрэн. Тэнд дөрөв басоо усгэн байгаад удаан гэхэд ойлгож шүү уураа гүрэн. Юунд дэш гамд имэл гүрэн. Ийм цаг болоод байхад илдвэн юм нааж баяр гөр. Ямар юмчтай цаг болоод байдаг юм. Тэр мөн одоо баяраа уурж байгаа хаан юм байна. Бигийн нэрийшнэс гэнэ. Наа бэлэгдэд иде тэрэгнэн блогер бол хайвахта бурядара буряд хэлээ яаж айд бүгд гэдэг үгүй. Ондоо хогшой хогдоо. Буряд бүгд баяр идэвчтэй гэж байгаа ямар нэгэн чагнаха нэрээ үсгэж бол. Иймээс болоод нэрээ бодож үзөө. Эшин гэдэг буряд хэлээ яахаш явуулах юм. Энэ аяд сайд нүн байдаг. Мuna ойлгож гэртээ бурядаар хэн дуугарна. Усоо гэнийн дуугарна.
우리 국민이 목된 나시 세는 지구는 그나 믿내시 우리다도 그렇게 우회했네. 어자로 그나 세스만에 휴처를 뭐 도가라 아시 세는 우걸 하고는 게 그런 우리들 가봐야들은 방안 지금 먹는 가운데 쇼올 때 임상을 얻어 버리는 거가 여기 그때 그 급지 아이 셋 우리하다도 그렇지 왜가 그들 밀려 뭔가를 해서 해버린다 우리하다라 뭐가르자 우리하다라 근저 무엇도 왜가 남노가 볼지 기국의 고 예전에 윤석열 보신 대로 우리하다라도 어쩌고 그런 그것이 뒤에 요로네 хоть какой держи бурят бурятом разговаривают на бурятском русский на русском не на английском да русский с русским не на английском а на русском так должно быть правильно а бурят с бурятом а нет что мы здесь сидим хо между собой хо сейчас разговариваем не на бурятском хор только тебе окей сейчас уже хочешь уже но должно быть правильным законом, что бурят с бурятом. Я не говорю, бурят те, бурят-дорогу. Я не урод это. Тебе даже не говорят, бурят и фрейм говорит, мне хамбалом не сам где хамта, бурят и фрейм бивал. 우린 생 유기주의는 사사가 그게 있는 윤도 그런데 한참 бурят 이거 이게 волнадele нельзя все хотеть 이게 이제 봐 документы подали выиграли в Москве конкурс. Бурят 그런데 얼굴이 좀 저희들 또 하고. пока пришел я приятно да хотя не юридически да Москва-то Аварки, да выиграли конкурс частоту, да, частоту. Как сложно, многие знают, Поэтому ават залошулай хюде бурят бэм кривизима юават зато другого, да. Поддержите мы было джаир даже хлебкей. Юндам кем-то бурят бэм не как все обучить их обшатну выхода. Илынгая виды шагнып демане на а залу хюд идем шагнып выхода. А это бурят бэм залошулай хюде кэдбагам хюд буарса. Яшбага 그래서 문자를 사는 데고 이게 또 뭐지? 비스마 우제 웃긴게도 누나 신줄에 누르트 뭔가 돌아 야일 나게 되는 요런 거 있다. 우리가 그 молодежь детский, 우리가 그 детский 우리가 그 уже волна уже выиграли, конкурс выиграли. Нужно оплатить и приобрести оборудование и начать вещать. Их им как первое движение. Но для них до конца года надо много надо. По 1 миллион. За лицензию это всем известно, да, поэтому платить целых 10. Но для них вряд ли мы бедовали по такому мунгалному куда важно. Уже мы знаем, конечно, для них их выше. Оборудование как на хаму бурята лежит. Но салошулы их будет их критики за хамломных выходим на ю на заводку утегенди. 이게 왜냐면 사회자실은 어느 이유 그때 예 나는 어이 사회는 못다 보다 известным садовым мудейсом удор бурятараду гарша юм болгиилда инди кирет багат бивэ чижо ихинде бал ордо болхун нэгэт туду наша гэрэн ку бурят хэл мэдхи ятга багат бурят хэлэ хэшмис яхэж ирхүгэ бал нэгдэ үхэлжээд ухаард болно гэж да имсаг болчихсон гэх. Цагшгунаа маяг цайдаа гарна юм. Маяг цайднаш бурятар зармин руу гэдэг баачи тэнэ болж ухаард болно юм. Но что таким гэнэ? Маяг манай долгайлагша уже сайд министрнүүд прием самара бурятарда урд ба образование бурятар гэдэг секретарь юж вартахан 어떻게 오라 벌써 나한테 지금은 모르더만 얼려 봐요. 너희가 먼저 좋다고 시켰지. 그래서 야들은 너희가 그랬어. 그래서 그는 데려와서 오라 먼저 다 하나 갖고 가라. 나도 하는 거야. 나한테 그거는
우리 어느정도 우리가 좀 하셔서 그래. 그래, секретарь. Вы не выйдете, не видно, что вы. Вы выйдете, зашел тебе 무대 выйдете. 계속 이게 니키네 왜 아무나 해신게 자샤 보냐다가 너 같아. 근데 오케이 무대 그 늦게 오니까 해신게 아예 그거 가서 가지고 그래서 базару спрашивают, ой, ну ты точно знаешь, что ходишь в ряд автобусов. Но 이게 тебя прикидываешь. Как надо 해신게 тебя. Только у нас возможно такое. Англия, Англия, Южный Китай, Англия, ты Килху. Вы у меня а я говорю так. Тебе было характер, а он юг, я вроде выступала конкретно. Это пойдем на другую, так говорят, не февраля, молодежная военная сессия, напротив. И на круглое решение, хоть что-то сделали. Появится в следующем году молодежный детский урядник. Это уже моя круглая столы. Результат. А то много людей уровни стратегии ну выходить. Ни хрена. А было не могу. Теперь приехали. А вот изничуи. Бурят келса, бурятара помощи, как гумболга. Закон, да, что все закон юнгхим, да. Потом он как журналисты на морта. Почему так? Честнее, а почему мы между собой не на своем разговариваем? Вопрос задание. Вот лучше. Почему вы сразу что? Да, нонсенс. Вот поэтому вы лице. Чи бурядара? Ты воиров, бурядара. А ваш воиров? Сэр! Молодец, воир. Давай, бурят гуляй. Да, Байра! Голова Харим характер им брат шажин баниги шатта. Тигде мадут мига брат сылда зачли хохиде характер им будин сажинаха хмига шда ши брат хве марта харга хахшиге. Тим зубжи уга нугуте волхш уга рошуга хашиге. будин шажинаха тимнига сараха ролиги кохеха. 근데 지 뭐라 그렇게 야와하 드디 뭐서 참도 도저야 하르기스네 그 아하 모인타에 역할 언스타에 역할 그저 기본 사람을 물어보는 거 근데 왜 나만 한 번만 했는데 지금 한 번네 오랜 거 있는데 뭐야 만다 버렸다 놈 우네 놈 당이다 아무튼 세계를 문하고 다르셔 아 거기군이 운대기 뭐야 그 운대를 지금 한 번네 Ой, мандочка, завод судно тренер, Салон Угарыч, болит-то. Асу таят, хадуин улат. За. Ямуда Оренго Туринкве Мыденкун, Харега Ургум Молвоймавта. Прикне Мыдежихимда. Зе, Саша Болхуда, Наржима Даржевна Цибикова, Уга Иржвена, это Леонид Дашевич, Будыкте. 아니 군두군고 인다가람도 그러고 어떻게 그렇게 저기 심지면은 용거치 그렇게 하는 놈 근데 이 힘든 애는 두그려움치레게 힘든 뭐지 봐요 사람들 비스쿠트라가 사람들 브릭토벌이 진짜 뭐 해서 walopje 어라가라 그스럽지 야하지 되게 시하다 유니 할때 보면 그도 보이는데 오르적 부위에 사람은 흔내서 선택한 거다 그 하는 뒤지가 차름자가 그다 이 자는 야무르 박타스테 정게시기다네 그들이시네 그들이 찰서를 너희들 무트기요 부에 хайран хада требует коматха буи коматха какие-то бесконечные призывы и прочее, да. Я понимаю, что мы очень долго молчали, да. То есть очень долгое время мы молчали о проблемах наших личных, да. Я абсолютно уверена, что все здесь сидящие, каждому есть что сказать. Но наше терпение, просто меня очень удивляет. Это первое, да. Второе,
Виктор Борисович, я продолжу своей риторики, да, вот этот круглый стол, я полагаю, я абсолютно уверена, можно было провести гораздо полезнее при условии, если бы вы все вот эти тезисы собрали бы и поставили на обсуждение, о чем настаивали участники круглого стола. Это вот на будущее, если оно состоится, дай бог, да, на будущее. Я все-таки настаиваю в более деловом, более ускоренном ритме эти вещи обсуждать, потому что на самом деле пару часов мы потратили бесполезно. Я скажу всего лишь по двум вещам, которых я более или менее что понимаю, на мой взгляд. Это средства массовой информации, собственно, национальное телевидение и Сурхарбан как масштабный проект, который, в принципе, может служить локомотивом, скажем так, духа народа. По части национального телевидения скажу коротко. Эта история необходима. Не потому, что она везде есть, а национальное телевидение есть, слава богу, во всех национальных республиках Российской Федерации. Это, на мой взгляд, как раз-таки выход этих эмоций. Но при всем при этом мы не хотим быть похожими ни на один другой народ, мы уникальны, это приветствуется, конечно, но во всяком случае на опыт соседей, я полагаю, нужно посмотреть по той простой причине, что если бы мы были бы лучше, чем якуты, башкиры, татары и другие национальные республики Российской Федерации, мы вот здесь бы не сидели бы и в очередной раз не стонали бы по своей судьбе. Почему национальное телевидение необходимо в режиме 24 часа? Это не такая сложная история в современном времени. Для чего? Для того, чтобы это все-таки производство телевизионное. Пусть многие говорят, что телевидение уходит там в прошлое и так далее, и только интернет-ресурсы могут сегодня решать все вещи. Но для того, чтобы заходить в интернет-ресурсы, необходимо телевизионное производство. Я как телевизионщик с 25-летним стажем вам уверенно говорю, нужна студия, нужно оборудование, нужны спикеры, нужен некий штат. Это не такая большая затратная часть. Вот мы сегодня все говорим, мугын-крыты. На самом деле я абсолютно уверена, что денег на бурятской истории достаточно. Есть необходимость просто четко оценить, переориентировать на полезные вещи. И все институты здесь озвучены, которых немало, как выясняется у нас, да, они должны консолидированно работать на поставленные задачи. Задачи мы должны определить. Вот. Когда будут определены задачи, распространять произведенный продукт уже в интернет, куда угодно, на YouTube-каналы, и на другие какие-то возможные ресурсы и так далее. Поэтому я полагаю, что есть необходимость поговорить о создании национального телевидения. Это, во-первых, у нас появится возможность слушать родную речь в приличном, да, виде, скажем так, у нас, слава богу, еще такие люди еще остались, как бы за них нужно хвататься. Ну и, б, это способность роста талантливых людей. Эти люди тоже есть. У нас КВНщики непрекаянно ходят до сих пор, да, каждый раз там выбираются где-то, то уехать не могут, то приехать не могут. У нас куча людей, которые производят ролики, которые клипы. У нас певцы замечательные, вынуждены ездить по Америкам, уезжать в Москву и так далее, и так далее. Вот их площадка. Я не говорю, что это должно быть политизированное телевидение. Пусть нет. Это должен быть музыкальный канал, художественно-литературный канал, там где человек, ну и так далее, короче, вы все про это знаете. Что по моему ощущению, в этой республике на бурятские темы есть. Второе, почему я все время говорю про Сурхарбан, почему? Потому что я имею историю, я имею опыт проведения масштабных проектов. Даже история Алтарганы 2006 года она была показательным примером, и, на мой взгляд, и взгляд моих коллег, которые на этом проекте работали, а это Барымаш Алсанова и Жанна Дымчикова, ну, все люди, которые сейчас двигают именно бурятские проекты, мы тогда убедились, что хорошая организация и хорошая мотивация на самом деле дает направление и крены. Почему? Потому что после 2006 года, заметьте, вот круглые столы в 2007 году стартовали, они никакого толка не принесли. Но вот эта вот Алтаргана, такая масштабная, тогда еще на стадионе 25-летия, да, октября, она дала старт бизнес-движениям. То есть какие-то начали появляться. К двум из них я имею непосредственное отношение, да, на Аригусе, в одном телекоме, правда, недолго прожила. Вот. Поэтому Сурхарбан это, знаете, какая история, на мой взгляд? Это история про то, что в последние годы тема Сурхарбана загнулась по той простой причине, что Сурхарбан начали делать чиновники для чиновников.
Это я историю повторяю не первый раз. А для того, чтобы Сурхарбан вновь стал востребованным масштабным проектом, а масштабный проект, вы полагаете, это еще площадка для туристической привлекательности, да? Но главная история Сурхарбана заключается в том, что она может стать мотиватором для родного языка, изучения и знания родного языка, потому что когда ты причастен и сам участник, а это самое главное, да, история Сурхарбана, люди должны быть участниками этого действия. А мы все время, вот сейчас, да, пытаемся людей сделать просто зрителями. Посмотрите, какие мы, придите, посмотрите, похлопайте в ладоши. Почему якутский ИСАХ имеет такой успех? Потому что целый год якуты готовятся и за 2000 километров едут там на свой Сурхарбан для того, чтобы стать участниками. Они участвуют и в конкурсе этого кумыса. Терхопсанетер, наверное, участвует, да? Они поставили 4 рекорда. У них этот, как его зовут, хамус, да? 4 рекорда они поставили, только развивая собственные ремесла и собственные традиции. И для того, чтобы Сурхарбан состоялся уже в этом году, дирекция должна быть создана завтра. Она должна уже завтра работать. А с Нового года должна масштабная рекламная кампания стартануть. Нужно выбрать площадку не на каменном стадионе, а там, где трава, там, где деревья, там, где вода, и там, где люди могут расположиться в палатках, где угодно, хоть под чистым небом, называется, июльским. Поэтому эти вещи не так сложно делаются, их не надо заорганизовывать. Можно просто понять, собрать нормальных людей и четко штурмануть, мозговой штурм организовать. Вот, это все в наших руках. И когда постоянно вот эта вот история про деньги, да, я начинаю делать вывод, что мы настолько травмированы и настолько мы разуверены в собственных силах, что мы рассчитываем только на деньги. Так не бывает. Так не бывает. Надо включать собственные ресурсы, ресурсы собственного народа. И среди молодежи, на которую мы сейчас обижаемся, да, мандам гонугы, манды тахнугы и так далее, там потом, так тоже не работает. Если мы не интересны этой молодежи, с какого перепуга они должны за нами ходить по пятам. Поэтому надо эти вещи просто обсуждать кружками. Сколько можно-то? И потом я думаю, что ресурс, который вот называется ТВ-ком, телекомпания, в принципе, вполне нормальная площадка. Это те же государственные деньги. Почему бы его не сделать, ну, хотя бы по первости, ну, на 50% бурятско-вещательным, чем создавать новый? Ну, так, из соображений, скажем так, да, моих. И что касается газеты «Бурят Луна». Да, сейчас тираж 4500. Тут сидит мой директор Валерий Кимович. В принципе, у нас движение поступательное и позитивное пошло. Это, конечно, как бы восторгов вызывать не может, понятно, 4500, да, для народа в республике, которая проживает порядка 300 тысяч, но это совсем смешной показатель, да. Но, тем не менее, вот здесь вот вы сидящие, когда сегодня пойдите купите номер газеты «Бурят Луна», посмотрите, он изменился, там есть что читать на самом деле. А как по-другому мы должны работать? Эти тевилки, вот доктор Олег Саянков, Бурят, театр, правда, я вчера ходила, не буду говорить, какие я испытала эмоции. Вот так вот. Ошатса сатайында анюга вайрайм тумын олтуштурам. Хилямуга олтуштурайында bunu деп ошончо хоня гранер болсо слагабын деп. Бурят, аңсы бурят кымдыртыр бурят унутны гарны, ошола ончык ему туру. Шагмуны зурга тайхамня орт Плитка. Нажимается, держи. Спасибо. Я говорю на русском языке. Наши соседи, якуты, алтайцы, тувинцы, никогда свой язык не потеряют. Вот планета грохнет, и с этой планеты, которой не будет, их потеряется язык. Причина и фундамент этого содержания. То, что тюркский этнос, татары, киргизм, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турция. Проблемы
и стратегии развития бурятского народа. Но это высочайшая, конечно, задача. Дай Бог, комментарии сделали, сказали, в данном круглом столе говорим только пока о языке. Ну давайте говорить тогда об языке. Опыт и практика мировая говорит, когда создалось государство Израиль, 10% всего евреев говорили на иврите. В основном Европа идиш, испанские евреи на своем, бухарские евреи на своем и все остальное. Государство Израиль принимает решение, исторический староеврейский язык, на котором говорят священники и ученые, будет государственным языком государства Израиль. Сегодня, в принципе, 80% израильтян говорят на иврите. Мы ищем, что такое стратегия. Стратегия – это способ достижения какой-то цели. Какая наша цель сегодня круглого стола? Как сохранить бурятский язык? Но я хотел бы здесь разделять понятия бурятский язык как разговорный, бытовой, и бурятский язык все-таки литературный. И если мы хотим сохранять наш базовый исторический наш язык, но мы должны тогда идти в монгольский мир, как и тюркский мир существует. Худо-бедно монгольского мира более 7 миллионов человек. Через монгольский мир мы попадаем во внутреннюю Монголию, мы попадаем в Юго-Восточную Азию, у нас появляется вообще-то прямая мотивация изучения литературного бурятского языка. Тогда есть мотивация, тогда наша молодежь выходит на мировое пространство, тем более Юго-Восточную Азию, и вопросов нет. Практика или пример. В Китае по работе был, рядом со мной был товарищ мой шенехенский бурят. Проходила конференция китайская, закрытая, в силу того, что вопрос стоял о освоении северной территории Китая. Но мы аккуратно вошли, сидели. И как было прекрасно, он переводил с китайского на бурятский. И никто не замечал, что люди посторонние сидят. Хотя спокойно владеет китайским, жизнь заставляет, монгольским, внутренней Монголии жизнь заставляет, и родным бурятским. Примеров очень много, и их надо максимально использовать. Так что, если мы найдем инструмент мотивации, мы просто здесь занимаемся говорением. Вот я приведу пример. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет, разного рода маргиналы. Здесь активно работают и агрессивные националисты, в том числе права на родную речь, на культуру, на историческую память. Выступление президента Российской Федерации Путина на Совете по русскому языку. Государство российское имеет совет по русскому языку, и оно взволновано, что вопросы могут появиться по русскому языку. Но если кто здесь есть специалисты, я не специалист, но так как управленец, я говорю, что в русском языке 2000 слов тюркских, 2000 французских, море итальянских, греческих, слово школа греческая, не говоря о других языках, по образованию 7000 слов. Пушкин, говоря, знал 21 тысячу слов. Создателем современного русского литературного языка является Пушкин. А Пушкин говорил, все-таки создателем был Карамзин. А где сегодня мы будем Эфиопа Пушкина, Карамзина Татарина и словариста далее искать, сохраняя русский язык? То есть, когда мы сегодня говорим о родном бурятском, тем более литературном, мы что боимся-то? Когда сегодня Хамбол Амо сказал диалект сангольский, да, и шум, гам поднялся. Ну, Хамбол Амо, он в текущем времени не живет, запомните. Ему это текущее время, прошедшее, ушедшее, он в будущем живет. Может быть, ему надо было политически аккуратнее сказать, база литературного бурятского языка все-таки старомонгольский должен быть язык. Тогда мы будем понимать весь монгольский мир, и нас будут понимать. Вообще писатели, поэты, композиторы и вот люди культуры, я считаю, они от Бога. Это действительно такие талантищи. Если в бурятском народе у нас сегодня есть, а их очень много,
которая представляет лицо бурятского народа, и если они автономно зажаты на 150 тысяч со своими книгами, поэтами, стихами, музыкой, дайте возможность их расширим и на 7 миллионов. И тогда будет монгольский мир знать о бурятах, о бурятской культуре, ее истории и ее традиции. То есть, если вот так вопросы мы конкретно поставим, то у нас много есть ответов. Самая нелюбимая книга в Российской Федерации, в Бурятии, это Конституция. Терпеть не могут вот этот документ законодательный. Я помню однажды, вот здесь депутаты наши сидят, кажется, в большом кабинете, в высоком кабинете, разбирали вопрос, и чтобы аргументировать, я попросил Конституцию Республики Бурятия. Нет в кабинетах Народного хурала Конституции Республики Бурятия. Через 20 минут принесли, отселили, бумага еще горячая была. Вы же подтверждаете, да? Вот я взял нашу родную Конституцию, ее на 1000 раз все изуродовали, и всяко разно ее крутили, вертели, приводили в соответствие к какому-то княжеству. Но не смогли они выбить такую статью, вот, глава 1, статья 1. Республика Бурятия есть демократическое правовое государство, субъект Российской Федерации. Не могли эту видимо статью выбить. Трудно ее выбивать. Республика Бурятия, образованная в результате реализации права бурятской нации на самоопределение, защищает интересы всего многонационального народа Республики Бурятия. Статья осталась. Статья 67. Государственными языками Республики Бурятия являются бурятский и русский. Республика Бурятия гарантирует, повторяю, гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание и условий для ее изучения и развития. Глава Республики Бурятия является гарантом Конституции Республики Бурятия, прав свобод человека и гражданина, обеспечивает и взаимодействует. Ну и для депутатов, которые некоторые раз бывают в стороне, хочу сказать, еще статья, наша родная депутатская статья. Определение совместно с главой Республики Бурятия внутренней политики. Какие нужны еще документы для того, чтобы решать дальше стратегии, перспективы развития нашего бурятского языка? Я проблем не вижу, я вижу только решение вопроса. Есть комиссия. Ну, комиссия, она вообще-то исполняет. Почему в России совет? Совет и ищет поиски, 3-5 дает задание. А комиссия уже конкретно исполняет. Но не важно, но есть комиссия. Давайте мы тогда эту комиссию, как говорится, нацелим, поставим, и все-таки задание перед комиссией через общественную палату. У нас инструмент появился. Вот инструмент сегодня есть общественная палата и уважаемый Ваенный Гюрбанович. На нем ездить можно еще ой-ой, как хорошо. И он, как представляя общественную палату, он может уже представлять интересы в органах государственной власти. А другого инструмента нет, Ваенный Гюрбанович. Мы вам подарок даем. И все так удивляешься. Спасибо. Спасибо за высокую, как говорят буряты, ундермалве. Слово берет Бердашей Сиренов. Регламент по поводу первого уже. Да. Харавру. Кылык такие. Кылык. Бердашей стандарт. Табина его будут уголь дурги, это обсуждение гражданского, да? Бинузят по букерин юнгжияна, ханжвайндюме катилда. Баядашевич Шершин, их уктовен, руководитель Республиканского центра по развитию бурятского языка Министерства образования и науки Республики Бурятия. Мангадар Хле, Содоклад, Батар Дынеевич, Хантетерныга оппозицию, средства массовой информации Анатолий Венчинович, Пагалбумади Юкадеев,
бурят театр. Би ана бурят театрымны муну бурядар гараткыл кенгеже. Бурят театр сого тингел театр со оротлы бурядар зовалкын гагата казак аркада бурядар зовалкын эне. Инде оро жекшене бурешне. За Сорхарбан сагалган түкө бакылыгы кантыгы катырга жетишо. Формирование языковой среды. Би ана вот много книг бурята. Ныжу укылыгы. Монгол бышык кыш. Кышнеп кушу монгол бышим. Осо монгол бышык. Вертикальное письмо внутри. Старомонгольская страна уже мир отошел. Вертикальное письмо. Термин остался только в Бурятии. Юнду монгол Вы харам вы как сухидор, говорим о ханом же. Комментарий кыжбели, комментарий. Окей, комментарий бигаш кулек. Да, igen худо не волновал это резолюцию. Леонид Дашевич зуб кулек проблемы трагедии развития бурятского народа. Забегается телом шаг, и на резолюцию, не видно кого-то на койоте. Табынзу зурганзу угусугун табын бурят угубей. Таба. Теги менен муну хагыл көл, дениш хагыл кой. Хагыл көнү кирип кой. За байрте. Сиренов. Господин Хабар, уважаемые ламы, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие все-таки состоялось, оно было очень важно для нас всех. Хочу сказать следующее. Вы видите, что мэра Сергея Анатольевича, если кто не знает, Яшин, мы все внимательно слушаем. Хочу подчеркнуть, что когда молчат, это не значит, что молчание неведение или нежелание общаться. Мы все слышим, слушаем. У нас скоро состоится комиссия при главе, и я думаю, что там будут новости. Но не имею права обсуждать и комментировать, чтобы не было такого, что мы пытаемся административно давить. Специально, когда был первый круглый стол, говорил о том, что мы хотим дать возможность высказаться всем, чтобы понять весь спектр. Весь спектр и понять хотение, желание каждого, кто заинтересован в развитии и сохранении бурятского языка. Просвет всемирный. Ну, поймите, Республика Бурятия, правительство Республики Бурятия, у нас свои полномочия, у нас своя территория. Мы не можем нарушать экстерриториальность. У нас есть ВАР, вот Иннокентий Матвеевич был, Александр Фанач здесь. ВАР, хочу сказать, активизировал свою деятельность, мы тоже увидим их действия. И обсуждая вот эту тему развития бурятского языка, сейчас Леонид Дашевич правильно сказал, и о русском языке. Да, проблемы, вызовы есть перед каждым языком. Но думая о своем, мы не должны забывать о другом. О том, что не надо замыкаться только на бурятах. Я даже знаю, что некоторые говорили, вот, когда говорят буряты, они имели в виду всех, кто живет в Республике Бурятия, да, или в этнической Бурятии. Да, мы знаем такое, в Москве тоже с этим сталкивались. Когда про бурятов, допустим, в министерстве или ведомстве говорят всех представителей. Мы должны помнить о том, что мы живем в многонациональной республике. И развивая себя, мы должны развивать также и других. Что касается конкретных вопросов, я думаю, что мы их готовы всегда обсуждать. По бурятам просто скажу, что тема вообще на самом деле интересная. У нас с Жанной Чемитовной был разговор и не только по этому поводу. Но пока, в общем-то, мы официального ответа не получили, поскольку мы понимаем, Бурят ФМ закроет пакет Усанки, значит, и нам нужно тоже понимать
думаю, что в любом случае, я всегда говорю, что мы должны работать вместе. Мы работать должны вместе на общих благах. И вот с этим, я думаю, что мы, наверное, пойдем дальше. Спасибо. Ана байыр дышынча олда бүйеге дурысы қанаты вара, ихан айын күндік кімді көрші. Теуш яғны күдікін уэнгір жойны. Яхы Зайтига байыр Оладаев кинорежиссер. Таханты. Зай байыр Оладаева олда Шоткину Сергей, Иркутска, Можовайна. Вообще не тем болдым центр бурятской культуры же. Таханты. Хожодым он. Теперь неграфон Лесковый же фамильте, нырые вышнувы. Мне нужно слово же вышедшее. Таханты. Выехал. Зай. Но тига иду уровнем хвилю да кет, бо них норм. Дым у него волнует, где порвать сразу уже венски. Зай получше. Сам мы на хундутун худут. Би байыру дай уже кинорежиссер Колумбии. Тигат. Ну когда ему хуканави. Сыхагат ты, аноним. Зай. Ну, если я Колумбии. Ну, наверное, в выходе Зармихуну Бурадарова Гунугы. Тигат. Я уже давно занимаюсь, несколько лет занимаюсь кино у себя в республике, на территории Иркутской области, Читинской области, Одинского автономного округа. Я здесь сейчас слышал много вопросов. На самом деле я пришел, хотел послушать, о чем говорили. Сейчас я услышал вообще молодых, как сказать, чем заинтересовать новые молодые поколения. Потому что сейчас молодежь, которая проживает в республике Бурятии, они намного далеко ушли от того, что мы сейчас обсуждаем. Для того, чтобы, вот здесь прозвучал такой момент, да, вот Дитхан Балану сказал, надо создать такой закон, чтобы везде говорили о бурятском. Мне кажется, надо заинтересовать, чтобы молодежь хотела говорить на бурятском. Во-первых. Во-вторых, очень много обрядов, обычаев, традиционных каких-то игр, да, нету объяснений этого. Но есть, вот про Якутию тоже много говорили, есть якутское кино, да, в котором в каждом фильме полностью разворачивает, раскрывает обычаи, традиции, для чего язык, что такое культура. То есть кино, я хотел про кино поговорить, кино это один из таких очень сильных рычагов для национальной культуры, для народа, да, через который можно рассказать, описать, объяснить и заинтересовать, да, идеализировать каких-то героев, да, своих национальных, какие-то истории рассказать национальные, да. Здесь получается разница, вот мы говорим о якутском, и сейчас решается вопрос о 80 миллионах выделения для национального кино. В Бурятии на данный момент в этом году выделяется 5 миллионов. 5 миллионов, да. Получается, мы не можем, во-первых, рассказать, да, истории нашего народа. Мы не можем рассказать о наших героях, да. Мы не можем... Ну, сейчас бурятское кино, один из таких сильных рычагов, он находится в нищем положении. Потому что я сейчас даже... Я вот несколько лет занимаюсь кино, 2 проекта больших делал. Я на свои деньги делал и на деньги спонсорские. А в прошлом году я получил грантовые деньги от Министерства культуры. И здесь тоже хотел, как сказать, ну, спасибо Министерству культуры, что поддержали. Но здесь хотел сказать свое мнение. Когда мы говорим о национальном кино, тогда под этот разряд идут все фильмы. Если мы говорим о национальном кино, хотелось бы, чтобы вот такие киностудии, как наша, да, моя киностудия, там молодые ребята, да, у них какой-то был интерес, то есть поддержка именно национального направления, на бурятском языке. Сейчас вот мы снимаем фильм «Зорлун», «Летик» называется. Очень много работы провели, снимались ансамбли Одинского округа, с Бурятии,
Усть-Ордынского округа, да, снимались очень много артистов, да, и это все делается на спонсорские деньги, но в этом фильме мы, наверное, очень много работы сделаем за счет того, что мы раскроем какие-то обрядовые части, обрядовые обычаи, какие-то ритуалы. Вот. И когда мы даже занимались съемками документального фильма, да, «Алтын Бургалды», посвященный Бадму Милетичу Балдакове, да, у нас такая история получилась, что вот финансирование, которое вот Бадма Милетич Балдаков, да, о нем хотелось снять очень хорошее кино, но финансирования не хватило создать качественное кино, которое могут смотреть молодежь. То есть мы сейчас говорим о телевидении национальном, мы говорим о всебурятском, да, но мы не понимаем, как сделать так, чтобы нынешнее поколение молодежи заинтересованно смотрели, знали свою историю и, как говорили на бурятском языке, да, но одно из таких сильных рычагов, как киноиндустрия, да, в других национальных республиках по 80, по 100 миллионов выделяется, у нас в Бурятии стоит как бы в стороне. Я боюсь, что через какой-то период времени последние кинематографисты уйдут с этой дороги, или же начнут снимать совсем другое кино. И я бы очень хотел, чтобы вот, когда обсуждается проблема и стратегия развития бурятского народа, это направление, через которое мы можем обо всем рассказать и объяснить, оно было, как бы сказать, имело место здесь для обсуждения. Прошу, спасибо. Кино «Сильный рычаг ЖЛО». Саша, Сергей Шоткинов. Добрый день. Уру минуту, пожалуйста. Да, хорошо. Я всемирно поддерживаю проведение съезда, Всебурятского съезда в 2020 году, но, как правильно сказал наш представитель администрации, это, скорее всего, это не их задача, да, не правительство Республики Бурятия, так как они представляют весь народ. Все-таки нужно создание отдельной организации. И поскольку это не только вопросы культуры будут касаться, я не думаю, что это должен быть ВАК. Это должна быть какая-то иная, новая, может быть, со старым названием, Конгресс бурятского народа, либо другая организация. Я надеялся, что на этом круглом столе будут прозвучать такие призывы о создании, ну и какие-то конкретные действия по созданию данной организации из представителей, ну, различных регионов, где проживают буряты, а также представителей за рубежом. В 2020 году у нас будет проходить Алтаргана, да? Вполне логично было бы провести такое мероприятие, наверное, все-таки в Агинском, потому что это там будет проводиться, чтобы не собирать достаточно хлопотное мероприятие, чтобы не собирать два раза людей, сначала в Улан-Удэ, потом в Агинском. Но что еще хотелось сказать? Сегодня мы обсуждаем проблемы и стратегию развития бурятского народа, но в основном слышим только слова о бурятском языке. Я все-таки считаю, что наша основная задача, наверное, все-таки не сохранение даже бурятского языка, потому что бурятом может быть любой, как бы, любой бурят, скажем так, да, который языка не знает. Да? Он может на английском говорить, может на китайском говорить, может на русском говорить. Но при этом, если чувствует себя бурятом, я думаю, что не нужно отказывать ему в этом праве. И все-таки главная задача, я думаю, это цель, это повышение нашей численности. Повышение нашей численности, конкретно в нашей доле в Байкальском регионе, ну и в целом, в принципе, надо увеличивать нашу численность. И всю, как бы сказать, стратегию направить именно на вот эти вот достижения какой-то, ну не знаю, хотя бы такой целевой показатель, там 1 миллион человек, да? И уже под это конкретно делать мероприятия. То есть снижение смертности, да, повышение рождаемости, там как-то, ну, вопрос ассимиляции. Вот это все как бы нужно решать в этом контексте. Тут идет очень тесно переплетается с вопросами имиджа бурятского народа, да? Имиджа бурятского мужчины, имиджа бурятской женщины, да? Потому что, ну, особенно в смешанных парах, к кому ребенок будет себя относить, да? Это большой вопрос. Либо к, соответственно, другому народу, либо к бурятскому. Соответственно, будет, скорее всего, относить себя к тому народу, который, ну, имидж, скажем так, ну, или выше, ну, лучше, да?
То есть в этом плане тут вопрос уже ну, как раз к средствам массовой информации, да, ну и контенту, который распространяется в интернете, повышение вот этого имиджа. Это тоже надо целенаправленно, системно работать над этим. И как бы в стратегии тоже это надо как-то прописывать. Имидж свиноводства. Ну, репутация. Как ты понимаешь? За ЛСТ, Дуре, спасибо, Байрла. Так, и сегодня хотел бы еще отметить, да, такой немаловажный вопрос. Это сегодня отмечает весь монгольский мир у нас день рождения Чингисхана, да? То есть всех поздравляют тоже с этим событием. И все-таки нам нужно все-таки больше углубляться действительно в контакт с монгольским миром, изучение монгольской письменности. Даже у нас в Иркутской области мы продвигаем данный вопрос по всем территориям, стараемся выезжать с выездными мастер-классами, проводим такие курсы и у нас в Иркутске постоянно. Так что тоже поддерживаю наших докладчиков. Кроме того, хотел бы еще сказать, что у нас не реализован до конца все законодательные моменты. Да, нет у нас в России федеральной бурятской национальной культурной автономии. Хотя такая есть, в принципе, и у евреев, есть у татар, есть у греков, даже немцев. Но это в рамках Российской Федерации. Но если брать в рамках глобального мира, нужна какая-то другая форма. Либо Всемирный бурятский конгресс, либо что-то еще. Вот. Ну, в принципе, основные такие предложения. За тигет... Комментарий по этому выступлению, по горячим следам. Говорит, куда Волтеров? Полминуты. Ухом его. Лесков, Реген. Лесков. Добрый ты, Можно начинать? Да. Во-первых, у меня замечание сразу по резолюции круглого стола. Надо было сразу указать, что буряты малый народ, 27% населения. И это основная причина поднявшегося бурятского вопроса. Вот это обошли. Надо было обязательно это указать. Теперь другое, что я хочу сказать. Вот у меня статья «Ответ главы республики Циденова на открытое письмо кинорежиссера Баира Дышенова». Алексей Самбович говорит тут о разных народах. Сайотов, значит, упоминает, или Эренков, о бурятах, разумеется, значит, все. Но почему-то слова «русский» нет. Он уводит русскую народ в сторону от ответственности. Снимает с него всякую ответственность. А именно в этом превосходстве, численном превосходстве русских, и зарыта вся проблема сейчас бурятского народа. Сейчас она скрывается. Надо ее решить. И вот чтобы ее решить, компенсировать численное превосходство русского населения, я предложил еще на прошедшем совещании сейчас, повторяю, надо развернуть строительство летних лагерей для детей бурят. Да, Буен Рвыта. Андрианов Лаврентий Тимофеевич, Верховный Бурят. Хочу возразить молодому человеку, высказавшему очень крамольные мысли. Обойтись без языка. Это что за слова такие? Это фундамент национальности, а все остальное это надстройки. Язык это фундамент. Убери фундамент, все рухнет. И в первую очередь рухнет самосознание бурятов. А потом и все остальное. И культура растворится, и все остальное. И обычаи уйдут. Это что? Забыть язык это что? Забыть столько произведений бурятских писателей и поэтов, что ли? Это что за крамольная мысль такая в головах молодых людей? Вы хотите сказать, что вот в Иркутской области, я не знаю, какой процент, но вы же сами с Иркутской области, да? Да, вы прекрасно знаете, области. что в Иркутской области владеет языком, ну, я не знаю, может, процентов 15. Какая разница, сколько вы владеет? хотите сказать, что 80% остальные не буряты, что ли? Вопрос-то стоит не о том, что кто бурят, а кто не бурят, а вопрос стоит о том, что
Вам не нужен бурятский язык, можно обойтись без него. Это что за слова такие? Извините, можно я пару слов скажу? Или можно я скажу? Он сказал, что можно чувствовать себя бурятом, не владея бурятским языком. Пожалуйста, можно я... Как так можно? Я вообще этому поражаюсь этому. Вот смотрите, я да, по своей работе объезжаю очень много районов, да? Ну я сказал. Очень много общаюсь с молодыми ребятами, активными, которые сейчас хотят национальные какие-то молодежные организации делать, да? И вот эти ребята в основном не понимают, которые, как сказать, учились в русской школе, да, которые не знают своего языка, они сейчас не понимают, для чего изучать свой язык. И для того, чтобы им ответить на этот вопрос, нужно уходить в глубину. То есть мы всегда на поверхности обсуждаем про бурятский язык и каждый раз говорим, нужно знать бурятский язык. А для чего? Когда сын спрашивает отца, для чего изучать бурятский язык, мы должны углубиться и понять, как на это ответить. Потому что очень многие молодые ребята говорят, зачем сейчас изучать бурятский язык? Да. Салон Лама. И Топшкнор Хойл Хилхам, его подмене понятия, или как Тера, Трукиуны Хайльши. Без Агалон Тухай Хилханатерин, Юндукту, но Ямрарный Лукапши Телегер, который мане Осумне, Якуза, Нивешатде. И Моно и на Сагалон Вешне, Хугара, Хохуму Жаханадана, Юндукту. Трешне унцон ямышны это вот мы харднуе а вот сагал уже переводные их отхоте их посава турмане вариадуде трошажне юне де баренхе тиму гуэна и шагнувший время, потому что мы когда отмечаем Новый год бетушуне мы перешагиваем это время. И вот это сагал слово оно наполнено этим смыслом. То есть там дается 1 год. Мы, как сказать, юные бурядут, тренинг, ярагуэха, бедишне, иной резолюцию до хархдерку сагалгунга бешетевен, лене сагалхунг же, ягарне бешетевне, зуббехрхан. Тигет, иной ямрю большой шебден, бурядуде, иной сагалгунг худер, сагалхунг худерин, город тоху соларжа. Или Ямархана, мане Агумне, то есть наша родная родина, планета, он не так срывается с места, собирает автобусы, тратит свои небольшие деньги и приезжает в Улан-Удэ, в город, где собираются те, которые покинули свою родную землю, и ставят им концерты. Было бы правильно, если бы многочисленные вот это, которые более-менее состоятельные люди, умные люди, я знаю, они собираются, приехавшие в город, они приехали бы на свою родную землю, на свою, не хочу это слово говорить, малая родина, потому что родина действительно одна, там, где родился. Приезжали на свою родину и делали какие-то большие добрые дела. А собираться по поводу, как мы собираемся на Сагалхану, ставить концерты, все такое, это можно делать в какое-либо другое время. Это то, что мы сейчас фактически Сагалхану мы собираемся, ставим концерты. Я иногда присутствую на некоторых землячествах, как говорится, и там иногда становится немного не по себе, потому что там процветает, мягко говоря, такое, есть элементы шовинизма даже, потому что мы наш район, даже не родовой, просто говорят наш район, Тыма, Аймутонный, район Юнгер, это, мне кажется, тоже неправильно. Поэтому, чтобы мы объединяли действительно по-настоящему, нужно объединяться по родовой признакам, а не по географическому положению, не по аймагам. Потому что рода в дальнейшем имеют будущее. Почему? Потому что все родовые датсаны, те, которые стоят в деревнях, они строятся по родовому признаку. Поэтому каждый самоопределится своим родом и будет идентифицировать себя как бурят этого рода. Вот именно их звуков ребят.
Bir minuta. Hemen kundata Ахнар Гишнер Аюр Будаев Гишнер аспирант Института монголоведения, буддологии и тибетологии. Тигул би Бухин Ахнда Москва Хатта Хундыжа Байхамбе. Тигет Бурят Калузовые. Харин Мини Хайрата Духовумни Бурят Калузовые, Бурят Калунуткувена. Тигде Муно Югти класса Хоржевена. Тигет Она же ехала-то, Я хотел подвести именно к тому, что формирование языковой среды она должно происходить начинаться не в школах и не в институтах, а начинаться должно в детских садах. Потому что сейчас именно бурятский код должен закладываться в детских садах. Дети сейчас вот смотрят контент на русском языке, на английском языке, но не на бурятском. Поэтому предлагаю как раз вот некоторые детские мультфильмы провести перевод, дубляж детских мультфильмов на бурятский язык и транслировать их по интернету и по телевидению. Это вот первый момент. Второй момент — это создать систему оценки уровней владения языков по типу других языков. Допустим, почему, допустим, бурятского языка нету в системе ЕГЭ, или создать какую-нибудь 4-уровневую систему оценки бурятского языка по типу английского, как TOEFL, IELTS, или как китайского HSK. Это все может способствовать тому, что, допустим, говорят о стимуле, да, стимуле, из-за которого будет изучать язык. Стимул может быть достигнут примерно таким путем, что в бюджетных организациях будет доплачиваться за знание бурятского языка. И вот эта вот система оценки экзаменов, она способствует как раз вот процентной индексации. Допустим, будет 4 уровня, на первый будет разделяться от 5% до 15% надбавки к заработной плате. Такая система была введена в российской армии, допустим, в плане спорта. Многие офицеры начали заниматься спортом и благодаря как раз вот доплатам. Вот. И помимо этого, такая тенденция существует и в других странах, во внутренней Монголии, допустим, да, в Китае. Тоже за знание монгольского языка доплачиваются. Или, допустим, в Италии, провинции Зюд-Тироль, существует национальное меньшинство 20 тысяч. Вы сказали мысли. Вот туда да. Головки. Да, вот такие вот три момента. И еще завершающее то, что дублирование на бурятском языке различных культурно-спортивных мероприятий. Допустим, отличный шанс было бы продемонстрировать бурятский язык в рамках как раз года национальных меньшинств во всем мире, в рамках чемпионата мира по боксу среди женщин. Вот. И в предстоящем в следующем году чемпионата России по вольной борьбе. Почему бы не провести дубляж? Добрый день, дорогие друзья. Мы, конечно, так много времени посвятили выслушивать друг друга. Это замечательно на самом деле, хотя я думаю, что диссертацию защищать за 3 минуты, можно ей за 3 минуты выдавать. Я просто хотела всем напомнить, что национальное самосознание, оно начинает формироваться в период особых трудностей. Да, вот потеря языка, утрата каких-то обычаев заставляет людей думать, кто ты есть, что ты несешь. И вот я считаю, что мы все говорим об отсутствии денег. Япония, надо учиться в других странах. Японцы предложили очень простой вариант, когда просто на уровне императора, там император, надо сказать, умный человек, он предложил проводить такой называемый праздник семьи. Это похоже на наш Сагалган, праздник, где родственники имеют возможность на 3 дня быть в семье. Денег на это никто не выделяет. Семья просто проявляет уважение, почитание всех ритуалов японских, понимаете? И японцы получили этот эффект благодаря тому, что они заставили весь мир уважением относиться к их самому. Я еще настаиваю на том, что вот Ижевск нам ярким примером. Бедный ученый поджег себя, слышите, да? Потому что он выступал за то, что прижимали, не дали удмуртам иметь свой язык. Не надо доводить себя до такого, конечно, страшный грех.
Но что после этого произошло в Ижевске? У меня вот друзья, я с ними была у них, на целый ряд ездила специально. Они проводят такие вот круглые столы, национальные в городе, город национальным. Такая простая, замысловатая вещь, но очень большой эффект дает. И они добились того, что у них сегодня все названия, вы задумайтесь, кафе, магазинов, стало писаться на удмуртском. Как это сделали? Денег никто не требовал. Просто шли добровольцы, вот так, группа инициативная, о которой мне говорит, мне нравится, вот Санжиев нас говорит, прямо в Салбунске у нас такая группа есть. Идут и убеждали этих людей, и они сами проявили инициативу без всякой оплаты и сделали это, потому что вам объяснили, что вы патриоты Ижевска, что вы патриоты удмурты. И без денег это делается на самом деле. Теперь о преподавании бурятского языка. Из ряда вон плохо. Если повезло, хорошая учительница, просто умная, мудрая, то дети и русский изучают, и китайцы все изучают, результаты неплохие получаются. Все-таки надо менять систему. И вот я хочу расстроить Салбона Дугаровича. Ну не получится у нас сразу с введением, понятно, преподавания, потому что у нас так называемые стандарты. Эти стандарты у нас утверждаются 5-6 лет. Да, я ему говорю прямо, что он переживает, что ой, РДМ, извините, да. И получается, что вот этот механизм, он достаточно бывает трудным, а бывает простым. Простой он заключается в том, что праздник Сагалган превратить надо в народный праздник. Но перестать, вы знаете, японцы что делают? Я повторяюсь, но я момент хочу уточнить. Они не идут в магазины, не покупают и не дают богатеть этим, понятно, хозяевам магазинов. Они сами приготавливают подарки. Это, как правило, традиционная пища японцев, понимаете, да? И убивают 2 зайцев. А то мы, бредни так богаты, Шагдаровы так богаты, а мы все у них чай берем, да тащим друг друга, эти чаи, молоко, там куча целая. Что смешного? Как-то вот так все это измельчалось, понимаете? А ведь национальный праздник, вот говорили о Сухарбане. Сухарбан, правда, нельзя проводить на стадионе. Это не праздник, это показуха, это когда бедные идут, сами на себя смотрят, сами себе поют, сами между собой борются. Это страшное дело. Надо где-то проводить, да, в Черемуховой долине, где ручей, где вода, где природа, где там, может быть, люди найдут пары друг другу, может быть, понятно, договорятся о чем-то, как это было традиционно. Менять надо все в корне. Но я, знаете, я поражаюсь терпением бурятского народа. Сидим, черти чем занимаемся целых 3 часа. Татьяна Николаевна, можно я Сухарбану скажу? Что таким гырбылдо хумбухумне рядар доғырзихилай мынян хыды хумнехун бурят хумнех кумжижихилхы биоры орум хууттеби тигет гырбылдо шатқы зіргері бурядар ал доғырхы арылдырби тигет бишілханы Вадим Грибалович нехун Ольга Сотникова, начальник отдела национальных видов спорта. Балам Аби Ордор Хилхи, бурядар, слов не хватит выразить свои мысли на рыхлном. Я не боюсь признаться в этом, потому что бурядар Кумхоркэдо не надо изливать свою боль, вы говорите предложение. Выразить свои мысли. По Сухарбану. По организации, по названию, 3 момента только затрону. Название на сегодняшний день в документах Сухарбан называется Республиканский спортивно-массовый праздник Надан Сухарбан. От этого нужно исходить. Он не национальный. Он не носит никакой. Это спортивно-массовый праздник. Во-вторых, организация по локации проведения. Мы уже много говорим о том, что стадион не подходит для этого. Нужно менять локацию. И 3-й момент – это по организации. Организацией Сухарбана на сегодняшний день занимается только Министерство спорта и Министерство культуры. Все. Нужно расширить. Все, спасибо. Ага, ух ты. Зай, Дурвида. Можно я несколько слов скажу? Герхиева Галина Александровна, МБТ Суран. Я хочу сказать, что вот мы почти 30 лет проводим мониторинг языковой ситуации в Бурятии. Я хочу сказать, что вот нам необходимо выявить основу, что нас объединяет. Вот когда мы проводили обследование, мы задавали вопрос, как вы считаете, что объединяет бурят?
задавали там территория, язык, культура, религия, внешний вид и так далее. И оказывается, мы отстаем в том плане, что для нас главная традиция, обычаи и культура на первом месте. Вот у русских стоит на первом месте язык. Они сразу говорят, объединяют язык. А у бурят вот это. Но, к сожалению, многие не понимают, что в основе бурятской культуры и обычаев лежит именно язык. Вот это понимание необходимо, как бы сказать, вот эту ценность основную, чтобы люди понимали. Прошло уже 30 лет, я скажу, что сильно меняется сознание. К сожалению, буквально одну минуту. Директор Новогорхонской школы Заикарский район. Эффективное изучение бурятского языка. Это значит, программа она должна быть направлена на то, чтобы на обеспечение ОМК, на обеспечение, конечно, там еще какое-то там средство ИКТ и так далее, и методические пособия. Я думаю, что нужно именно вот с этого нужно было начинать, потому что чтобы эффективно дети начали изучать бурятский язык. Спасибо, Генда. Подойдите, пожалуйста, мы поговорим по программам. В мае проводили. Ором Заксон. Где добрый сожженный, где говорит Дуруида. Где характер, иная резолюция вынута. Турушин, о главе правительства Республики Бурятия. Вот комиссия расширить, возможно, преобразовать в совет. Вот тут как-то комиссия не совсем подходит, по большому счету, для решения этой проблемы. Может быть, но это на рассмотрение главы. Значит, создать рабочую группу по направлениям выноске. Это специальные средства органов государственной власти и единый уполномоченный орган, ответственный за координацию действий. Ну, правительство, глава там, они решат, как, на какое ведомство там и так далее. Значит, по съезду вы видите пункт, да? И по телевидению тоже видите, сформулировано так. По Бурят-ФМ также. Вот сейчас я слышу, все мы критикуем вот этот праздник Сагалвана и Сурхарбана. На самом деле, еще я в свою бытность, честно говоря, проводил, был председателем оргкомитета, я видел уже, что многое одно другому не совпадает. Были времена, когда люди радовались Сурхарбану и так далее. Но Сурхарбан очень здорово, там воспринимать совсем по-другому. А когда проводим власть, оно как-то совсем действительно это... Вот девушка выходила из Минспорта, это, конечно, получился чисто спортивный праздник. Смыслового наполнения его не стало. Но никто за нас нам это не придумает. Вот все умные, которые здесь речи говорились, я предлагаю воплотить, написать на бумаге свои соображения именно по празднику. Нету вот кого-то там наверху, который раз нам и скажет, вот так это будет хорошо. Следующее. Значит, сейчас будет разрабатываться новая действительно программа сохранения бурятского языка. Вот. Мы, общественность, сегодня будем широко участвовать. Но, пожалуйста, не надо приходить и вдруг услышал и что-то дал. Подумать, рассудительно, написать, подготовить. Мы ждем ваши предложения. Дальше. Конечно, общественная палата – это ее прямая функция осуществлять общественный контроль. И в том числе исполнение законов в сфере бурятского языка, там, стратегии, программ и так далее. Мы от этого не отказываемся. Но мне говорят здесь, вот ты не дописал или кто-то не дописал вот это вот общественная организация. Никто не написал, что мы сами это делать будем. Никто. Все апеллируют к власти, засыканные не бутык, засыканные не хык, засык мунгагаргак. Нет возражений, все проблемы так и надо ставить ему, но в то же время вы маны хундуты так волома воешилова бухина арадзондо бурятта хандаи увыхлые гырте орут хорндо поер бурятут байгат бурят турин календере доварты доварсы их жихлных инда дед хамболома та тема хандалга бышеду выйти-то, пожалуйста. А? Кому написали? Людей, ты
ты записал. Я им уже сыкагыл на хабе, дед хамбана. Ага. Мышит-то, ну, в общем, был тогда, где шагынжавайнып не, дед хамбы темы хамдалыға мышықы. Зайго, балха, вот, еха хем болна. Тегет, бахан охена нитин талар. Ямар ажал я бол хагыхыда, ина буряд унымны дурун менген экземпляр олна. Бухы республикада. Быдите тыры ажал я болжы, кунзандо эл болжы, ханер болжы, тырене тыры ажал я бол елда. Подписка гна, тыры газетия олын кун авдык олаха, ина газетный кукшихы. Тимур, нажима держивна. Я очень хочу, то ухаты бурядунын хеким бива. Бурядунынды, байыр кемыч. Темын оченеге так хитта. Ина буряд хылы узжываен кунды тыры, как пособиены ішінде болу. Тыры читки юм анханда, соларат клуб юмда оншыды байыр ханда, анин оны ütті. Нағатай шол на чихылны, кынкылемді, нағатай шолы, климат казани, бағанын хет, башылығы қылды. Багато сунута. Бакшовый газетта. Сложи. Это был как честным организациям говорит, и на разделы вышибки. Займу. Гансы мен говорит, хунды добрый год хопкой, кулежи, ямар волшна уже. Угодо баганыга ина жолдару сонтри. Кихидейна. Ины мной проект войны, да, резолюционный, это мин нохе, болванка, когда скелет волна, Сашин, где рабочая группа, Украина или тхуй мы хэнзон, на орытайная группа думаю, и это на худы саксо резолюция бутыга, фундон дома духовно. Дуре? Это Великий Борисович Бага. Так было мы. Кундута не угласит, би ежегодно вечером. Много что сказали, Значит, у нас в общественной палате будет продолжаться работа в этом направлении. Возможно, мы будем проводить еще круглые столы в рамках тех вопросов, которые у нас сегодня были определены. Поэтому просьба обращаться в общественную палату, письменно, устно приходить, значит, обсуждать. И, как Бояр Грибович сказал, у нас рабочая группа по стратегии развития бурятского народа продолжит свою деятельность. И я хотел бы поблагодарить всех сегодня принявших участие. Спасибо большое и надеюсь на дальнейшее взаимное сотрудничество. Дед хамбы уговорено. Да, никогда много реформ делали, да, Чингис Вабдей много. Да, Чингис Вабдей делал мандат в Украине. Дневные муде ухаршо было, ухар майрад яков, ухар майрад. Потом мы майрад не можем выйти. Дневные оло ухаржи, чатовочки, ухендин, хайр был, кун майрад выйти. Если, узнав правду, не поумнеть, зачем иметь ум? Если, имея ум, верить и лжи, то и правда не нужна. А если ты все-таки смог поумнеть, найдя правду, но не имеешь любви, нет нужды быть человеком. Замечательные слова. Спасибо, до встречи. Аюр Будаев, подойдите, пожалуйста, ко мне сюда. Аюр Шапкинов. Ладно, теперь я могу, наверное, что-нибудь сказать. Закончилось обсуждение на круглом столе проблемы бурятского языка. Сейчас вот люди расходятся. И вот как-то вот так вот все это происходит. Вот вы мне пишете там, допустим, вот хотелось бы показать вам ламы, показывать по телевизору и то, что здесь произошло. И как должно быть, оператор должен вообще, наверное, последний
говорит, наша с вами. Ну,